Веки гавта кол манили, вяти кота мы в эфире. Добрейшего настроения, мои замечательные зрители канала «Адвокатские хроники». Вот. Собственно говоря, продолжаю свою эпопею по восстановлению самому себе статуса адвоката. Спасибо нашим коллегам из Казани, которые активно помогают мне, откликнулись на мою беду, в принципе, значит. Вот, Рамилю Хайдаровичу. И, соответственно, я тут локоть стукнул, короче. Я вот думаю, может быть, налокотники, в конце концов, прикрепить к самому себе наколенники. Ужас какой. Пока, собственно говоря, ничего не происходит, мои коллеги из Совета Адвокатской палаты Республики Мордовия еще не подошли, хотя время уже порядка 14:26, скорее всего, уже примерно в этом интервале. Кстати, тоже интересный вопрос. Сейчас пока ждем, и особых новостей нету, кроме как того, что вы видите мой внешний вид. Я все-таки решил немножечко, ну, не то чтобы подергать тигра за усы. В этой ситуации моих коллег я не называю тиграми, скорее ограми. Вот, потому как текущая ситуация у нас в Адвокатской палате Республики Мордовия напоминает мне болото, где живут шреки. Биве огр. Вот, почему? Потому что, несмотря на свою грозность, на самом деле адвокаты Адвокатской палаты Республики Мордовия безобидные и практически беззубые. По разным причинам, и я в этой ситуации абсолютно не иронизирую. Это, конечно, образное выражение, я думаю, вы понимаете, что это фигура речи. Я сейчас не буду останавливаться на тактике, значит, которую мы обсудили с моим коллегой. Значит, почему? Потому что давать лишние... Не то что это, раскрывать информацию с учетом того, что пока еще непонятно, состоится ли сегодня вообще судебное заседание. Я очень громко, скажем так, ну, в нашей локали, значит, сделал заявление. Почему? Потому что многие из моих коллег с большим, ну, не сказать, что прямо вот с регулярным и большим вниманием следят за моими публикациями в социальной сети ВКонтакте. Вот. А я лично по ряду причин не позволяю себе некоторые моменты публиковать в социальных сетях международного плана, то есть на Фейсбуке, хотя ВКонтакте тоже международная сеть, но на Фейсбуке, потому как лично у меня есть гипотеза, хотя некоторые, наверное, посчитали бы это паранойей, гипотеза того, что адвокатам Российской Федерации нужно быть крайне осторожными, особенно в рамках тех или иных уголовных процессов. Мое почтение, Руслан Рафикович. Вот. Прям так и хочется сказать вам: «Вадря ёжа маримо». Вот. Собственно говоря, и говорю. Президента ждем? Понятно. Я отправил на адрес Адвокатской палаты Республики Мордовия, да, как говорил мой доверитель в свое время, жалобу на жалобу. Знаете, я подумал, все-таки давайте сделаем так. Я вам 4-й экземпляр отдам, а вы на 1-м распишетесь. Как вам так? Ну, просто, Руслан Рафикович, я исхожу из того замечательного принципа, который нам предложен в арбитражно-процессуальном кодексе, о том, что стороны должны друг друга заранее уведомлять. Вот. Я в любом случае максимально сделал это заранее. Как внесут поправки, так и будет. То есть вы все-таки сторонник догматического подхода, как полагают мои коллеги. Я понимаю. Наши коллеги, я имею в виду судьи, в частности, Октябрьского районного суда города Саранска, которые говорят о том, что право есть сугубо формальное, вот, и, соответственно... А вы не в курсе, какая ситуация с заявлением Хонкина Алексея Анатольевича? Я вообще не знаю, какой Хонкин, какое заявление. Не знаете, да? Печально. Ладно, понятно. Ясно.
Ну что ж, ладно. Собственно говоря, ждем начала процесса. Вот. Я думаю, сегодня в любом случае будет интересно. Как вы рассчитываете сегодня завершить судебное заседание? И это я понимаю, но все-таки... Я не пытаюсь. Безусловно. А почему, Руслан Рафикович? Это просто ситуация такая. Я вообще предлагал Александру Ивановичу подумать по поводу того, что нам, адвокатам Адвокатской палаты Республики Мордовия, необходимо создать собственные СМИ. Не имеете желания, печально. А я прямо с большим удовольствием бы принял в этом участие. Считаю, что оно нам, кстати, не отдельной коллегии. Не для вопросов дисциплинарной практики, я считаю. Ага. Возмутились все-таки. Практика — это в том числе профессиональная тайна, а вы из этого шоу делаете. Шоу. А то, что вы продаете наших доверителей и адвокатов, это значит не шоу, это тайна должна остаться, да? Руслан Рафикович, вы меня разочаровываете, будучи, по-моему, почетным адвокатом, да? Или заслуженным адвокатом. Шоу делаете. Возмутился. На самом деле мне, мои уважаемые, неприятна эта ситуация, делаю шоу. То, что они, зная заведомо мои коллеги, мои мордовские коллеги, зная прекрасно, значит, в чем, что называется, причина, и даже не скрывая, что прекратили мне статус, в том числе и по этому делу, по поводу моего подзащитного, да, которого обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207, а вы помните, буквально несколько недель назад по России прошел шквал звонков о якобы заложенных взрывных устройствах и тому подобное в социально значимых объектах. Это, кстати, отдельная тема, на которую, в принципе, надо поговорить, я считаю, всем открыто и честно. Почему? Потому что это вопрос действительно правовой культуры, о которой в свое время говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи нашим президентом. Кстати, мне не нравится позиция, которую высказывают некоторые юристы, знаете, о ком говорю, значит, массовые аресты которых произошли буквально-таки вчера, по-моему, позавчера. Почему? Потому что вот они-то как раз, на мой взгляд, и устраивают шоу. Хотя некоторые идеи, которые, в принципе, они декларируют, тоже, на мой взгляд, заслуживают внимания и несут определенную социальную пользу. Вот. Я говорю о таком проекте, как РосЖКХ, Росяма. Я сам с большим удовольствием следил за развитием этих проектов и старался принять посильное участие. Я пошел, правда, по немного другому пути и рисковал своей карьерой в том числе. И, в принципе, я считаю, что я не зря это делал. Вот. А меня проверяли самым жестоким, в хорошем смысле, жестким, не жестоким, жестким аудитором была как раз судья Ленинского районного суда Ляля Рашидовна Баляева. Очень жестко меня прогоняла, значит, вплоть до Верховного суда. И я, в принципе, считаю, что я поступил достойно, я отработал все до копейки. К сожалению, конечно, технические ошибки были допущены, но я рассчитывал, что к тому моменту я сумею создать полноценное программное обеспечение, которое выйдет на самоокупаемость. А вот, к сожалению, мои коллеги, несмотря на то, что в декабре прошлого года я лично к Александру Ивановичу пришел, и, в принципе, если есть желание, можете поискать у меня на стене, в странице ВКонтакте, да, значит, показал интерфейс разработанного программного обеспечения, да, пусть она не идеальная система CRM, но она меня устраивала вот именно в единоличном характере работы. Они не захотели это принять. Просто видно, что тянут одеяло на себя, мягко говоря. И действительно, Сергей Владимирович Афанасьев, наш коллега, адвокат, 1315 в реестре можете посмотреть, на общей конференции адвокатов заявил, что сделал такое заявление, что очень неприятно адвокатов от 2017 года, Адвокатской палаты Республики Мордовия, что очень неприятно, что деятельность Совета свелась, по сути дела, к защите интересов единственной коллегии. Примерно в такой формулировке. Я жалею, что я все-таки тогда, скажем так,
подчинился ауре, чинопочитания, понимаете? Если у нас демократия, то все-таки демократия именно в адвокатуре. Все-таки это правовой, социальный институт, гражданский институт. И мне неприятно, знаете, мне вот объективно неприятно становиться таким радикальным элементом вот в мордовской адвокатуре. Но здесь действительно, как в песне Шнурова, быть другим — это значит быть всегда одному. Выбирай, что тебе, сумму или тюрьму. Вот. Тюрьмы я не боюсь в этой ситуации. Я вам объясню, чего я боюсь. Я боюсь вот тех страшных уколов, которые могут просто-напросто стереть твою личность и память, когда ты превращаешься в живой труп. Вот это страшно. Такая вот ситуация. Знаете что, мои уважаемые коллеги, в принципе, я сейчас думаю, поскольку это предварительный такой момент, я все-таки сейчас прерву свою трансляцию. Почему? Потому что никто еще не готов, не исключено, что сейчас, значит... О, Александр Иванович, мое почтение. Здорово. Готов к труду и обороне. Я надеюсь, вы тоже. Всегда готовы? Нет, не знаю. Ой, ну хорошо. Но, во всяком случае, вы меня об этом уведомили. Александр Иванович, пользуясь случаем, хочу задать вопрос. Поскольку мой подзащитный находится на операции, вы знаете, о ком я спрашиваю, когда он сможет получить решение? Точнее, я смогу получить, потому что доверенность представлена. Хотя бы извещение по ситуации с Евдокимовой. Какого поступал заявление? В мае месяце было. Звонок был в пятницу на прошлой неделе непосредственно. Я лично приносил. Я не был в пятницу. Я понимаю, что не было, но я приносил вам. Сергей Геннадьевич, не переживай. Я не переживаю, просто я-то прекрасно понимаю, и вы просто об этом не говорите. Мы уже ответ давали, что? Давали ответ, это не значит, что он получил. Вы себя ведете точно так же, как Следственный комитет. Стоп. Почему стоп? Номер входящего-то несложно было сообщить? Документы наверняка вернулись. Все сообщили. Установлен закон. Они уже прошли, Александр Иванович. Разберемся. Да. Что отправили ответ? Да, только он его не получил. И о том, что он инвалид, вы прекрасно знали. От меня лично. Ну ладно, вы сами говорите о добросовестности. А получается, что это всего лишь декларация. Кстати, я возражение на возражение отправил. Получили? Распечатали? Кстати, Александр Иванович, я хотел спросить, помните, 2 года назад в Федеральную палату якобы от моего имени уходило письмо? Оно ведь осталось в архивах адвокатской палаты? Осталось. Не знаю. Как не знаете? Сергей Геннадьевич, давай, это все. Я все понимаю, что под запись. Все это будет в интернете сегодня. С комментариями соответствующими. Я все понимаю. Вы считаете, что я некорректно себя веду в этой ситуации? Вышли мы по распоряжение об отказе по кому там? Фамилия. По Евдокимовой, Ольге Николаевне. Да, Евдокимовой, все вышли. Громче, не переживайте. Ну как не Мы переживайте? ничего не прячем ни от кого. И не спешим знакомить, это так называется. А? Ну и не спешим знакомить. Я вообще не вижу никакой связи между этим делом, вот сегодняшним нашим заседанием. Вообще ее нет просто связи. Ну вы можете об этом говорить, но, например, ребята с Батюградской знают о том, есть связь или нет. Вы думаете, что ваши телефоны не прослушиваются системой СОРМа? Или мои Я телефоны? не знаю, какие ребята Батюградские. Не знаете? Нет. Вы же служили в пограничных войсках. Паровоз
паровоз мчится прямо за границу. Ну ладно. Аудиозаписи протокола не будет вестись? Судебного заседания? Нет? Будет? Вейки карта, кол манили. Раз, 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 два. One, two, three, four. Бер и кедурт. Да. Никаких изменений, уважаемый суд. Дело рассматривается Ленинским судом в составе председательствующего судьи Анатольевич при секретаре Комарова. Разъяснять справу с участников процесса. Вы имеете право знакомиться с материалом дела, представлять свои возражения, давать объяснения, представлять доказательства, допустимые законы, заявлять ходатайство. Доказательства указанием причин, почему, значит, не можете представить данные доказательства, знакомиться с протоколом судебного заседания, подавать замечания на протокол судебного заседания, получать копию судебных постановлений и обжаловать их постановление в законном сроке порядке. Самоотводов не имеется, отводы состава суда имеется. Нет, уважаемый суд, доверяю. Ходатайства какие имеются. Уважаемый суд, мною было направлено дополнение к исковому заявлению о признании незаконным Совета Адвокатской палаты Республики Мордовия 21 июля 2017 года о прекращении статуса адвоката с учетом возражений, которые представили значит, представители ответчика от 4.10.2017 года. Я отправил им по электронной почте, но только сегодня. И также по каналу, значит, приобщить, естественно, к материалам дела и вручить дополнение представителям ответчика. Дополнительные исковые требования не приобщаются, а принимаются в соответствии с Ну, заявлением. да, безусловно. Здесь речь не идет о дополнительных требованиях, я не меняю, просто аргументация с учетом представленных возражений. Возражения есть по уставу? Копию вы получили? Тут, Ваша честь, случайно обнаружил перед уходом на обед на почте, ну, Как понять на почте? на электронной. Получил Смакаев, представитель 5.10.2017. Имеется в виду вот на той неделе, что ли? Да. Но мы же договаривались, что вы приходите с возражением. Нет, он сегодня еще прислал. Да, Еще да, я как раз об этом и И говорю. это да. С учетом возражений, которые представили от 4 Сегодня еще октября. прислал. А где еще сегодняшний? Я вот, Так я у меня и в электронном виде был направлен через систему Газправосудия. Вам уже говорили, что все заявления подаются лично. Так я и подал лично. У вас есть? Безусловно, с собой я распечатал. Давайте. Ваша честь, это возражение на возражение в своей суде. Я не знаю, что вы там возражение на возражение. В 4 экземплярах подписано. Дополнение. Да.
все разное, что ли? Или Нет, это все одно и то же, просто с учетом того, что речь же идет о том, что Нет это... возражений приобщить. Возражений. Или не приобщить, а принять. Да, да. Так, получите также еще. Распишите за этот экземпляр. Кому вам надо? Нет, мне Что-то новое вы написали? Ну, естественно, поскольку представитель ответчика расширил свои доводы, то есть добавил ряд новых пассажей, которых не было в дисциплинарном производстве, мне на них, безусловно, надо реагировать. К сожалению, уважаемый суд, я считаю, что, конечно, все-таки представители ответчика, к сожалению, не воспользовались. Вы возражение получили. Да, безусловно. И возражение получил, я, соответственно, подготовил свою письменную. Возражение на возражение. Ну да, к сожалению, так. Жалоба на жалобу. Они не лишние, 4 экземпляра на всякий случай. Есть. Кому не нужен, давайте вот тот, который расписан. Может, кому не нужен. Вот, получили, вы получили. Второму представителю нужно, чтобы у вас подделать. Все, у всех есть. Один экземпляр. Так, присаживайтесь. Вам нужно Ну, если один экземпляр. время для подготовки своего возражения на возражение. Ну, я думаю, вообще никогда не начнем. Я вот так вот. По ходу. Походу. Да, то есть можем... Потому что это не кончится. Все. Присаживаемся. Так, тут вдруг еще какие ходатайства есть? нет. Так, у нас отсутствует Министерство юстиции. Уведомлены надлежащим образом. Какие будут мнения о рассмотрении дела в отсутствии представителя третьего лица Министерства юстиции Республики Мордовия? Возражения есть? Возражений нет, поскольку были уведомлены, можно. Нет, уважаемый суд, по существу. Да. Руководство статьи 167 Федерации рассмотреть дело в отсутствии третьего лица Министерства юстиции, извещенного надлежащим образом. Есть, да? Получили. Так. Исковое заявление. У нас, значит, истец у нас поддерживает требования? Да, уважаемый суд, поддерживаю по тем требованиям и по основаниям, которые в нем изложены. Представитель истца. Я поддерживаю позицию своего Присаживайтесь. Представитель ответчик признает требования? Нет. Нет. Присаживайтесь. Значит, докладывается обстоятельства дела. Так, Наумов Сергей Евгеньевич обратился с иском к Адвокатской палате Республики Мордовия, в котором указал, что решением Совета Адвокатской палаты от 21 июня 2017 года прекращает статус адвоката Адвокатской палаты. Основанием для принятого решения стало указано частное постановление от 10 мая 2017 года. Считает решение незаконным и на основании действующего законодательства, а именно федерального закона об адвокатуре, кодекса профессиональной этики, иных законов, действующих законодательных актов, просит признать незаконным решение Совета Адвокатской палаты Республики Мордовия 21 июня 2017 года по дисциплинарному производству, восстановить Наумов Сергей Евгеньевич статус адвоката Адвокатской палаты Республики Мордовия и взыскать 100 000 рублей с Адвокатской палаты в качестве компенсации за причиненные нравственные страдания. Так, требования поддерживаете? Да, уважаемый суд, поддерживаю. Пояснение, пожалуйста. Дополнительных пояснений, с учетом того, что, в принципе, стороны знакомы, я считаю, мне делать нет необходимости. Единственное, что отмечу, я считаю, безусловно считаю, что, первое, безусловно, решение и квалификационной комиссии, и Совета Адвокатской палаты Республики Мордовия не могло быть изначально объективным, поскольку, по крайней мере, 6 из 4, точнее, из 6 адвокатов, которые включены в Совет Адвокатской палаты,
согласно федерального закона об адвокатской деятельности адвокатуры, 4 из них входят в состав коллегии адвокатов номер 1, председателем которой является наш уважаемый президент адвокатской палаты Амелин Александрович. При таком обстоятельстве, я считаю, что сам по себе это уже достаточно весомый аргумент. Они, конечно, коллеги будут размышлять о том, что у нас процедуры все пройдены, демократичность не оспаривается и так далее и тому подобное. Но очевидно, что решение было, собственно говоря, готово и до того. И ключевой момент, который остался, в принципе, за кадром. Я считаю, что прекращение мне статуса адвоката связано с принципиальной и последовательной позицией по делам моих подзащитных, в том числе по работе по так называемой статье 51. Это осталось за кадром, и об этом умалчиваю. Я уже не говорю о материальной составляющей. В принципе, я отразил это в дополнениях с учетом возражений. И буквально кратко, прекрасно понимая, что мне тоже не хочется ни время нашего коллеги из Республики Татарстан, ни время уважаемых моих коллег, несмотря на то, что война войной, а профессионализм профессионализмом. Несмотря на экспрессивные выражения, да, которые я употребляю, я все-таки считаю, что, безусловно, все-таки как президент адвокатской палаты и как наш, по сути дела, лидер, за которого и я в том числе голосовал, чтобы Александр Иванович представлял наши интересы, я считаю, что он, по сути дела, вышел за пределы своих полномочий. По одной простой причине. Мой коллега, вице-президент, немножечко передергивал факт, когда мотивировал свое возражение о том, что я неправильно понимаю правомерность, я как истец неправильно понимаю правомерность возбуждения дела о дисциплинарном производстве. Совершенно нет. Практика идет по такому пути, есть предложение от Федеральной палаты, чтобы дисциплинарные комиссии активно участвовали, формировали дисциплинарную практику, и роль президента, я так понимаю, это федеральный тренд, будет возрастать. Речь идет о другом, о том, что нельзя использовать существующую процедуру, по сути дела, в интересах единственной коллегии без учета форм адвокатской деятельности, которую избирают другие адвокаты. Федеральный закон номер 63 содержит в себе, по сути дела, существенный изъян, который позволяет, например, жалобу в отношении адвокатского кабинета сразу непосредственно выносить на совет. И в этой ситуации форма в виде адвокатских коллегий, безусловно, дает преимущество. Но это как бы в отвлечении темы. Что касается процедуры, понимаете, обсуждая, ладно, не оспаривая возможность правомерности возбуждения, я считаю, что все-таки, исходя из буквальности толкования, да, тех требований, которые сформулировал непосредственно судья, значит, председательствующий по делу от 10 мая 2017 года, он о чем просил? Обратить внимание и, соответственно, сообщить, я подробно привожу в документе, здесь нет необходимости, я уверен, что уважаемый суд и стороны с этим документом знакомы. То есть, по сути дела, речь идет о том, чтобы, используя процедуру, которая предусмотрена, дисциплинарную процедуру, показательно не просто, значит, устранить недостаток, как-то повлиять, допустим, на мое поведение, а просто расправиться. Просто расправиться, я другого слова не подберу. Почему? Потому что даже сам факт того, что, значит, избрали максимальный, значит, период, скажем так, заморозки статуса, отнесли на 2020 год. И самое интересное, это ответчики об этом почему-то, ну, понятно, им неудобно на эту тему говорить, но сразу после того, как мне прекратили статус адвоката, бегом, что называется, прибежали следователи в отношении моего подзащитного Хомкина и сразу начали обыска и так далее, и так далее. А по тому делу, которое, собственно говоря, явилось предметом, да, как бы поводом, формальным поводом, я хотел бы отметить следующее. Ответчики почему-то забыли о том, что в Уголовном процессуальном кодексе есть принцип, который распространяется, адресован прежде всего судьям. Принцип несменяемости. То есть речь идет о чем? О том, что судья, непосредственно выполняя процесс,
Я поясню, какое это имеет отношение к тому, о чем я сейчас говорю. Судья непосредственно воспринимает, изучает те доказательства, которые собрал и представил обвинение, сформулировал в обвинительном заключении. Принцип неизменяемости гарантирован. Так почему у нас защитников меняют как перчатки? Вот по тому делу, собственно говоря, по которому я принимал участие, и считаю, что честь имел принимать участие, потому что наш коллега, адвокат Гафуров, добился отмены этого решения вплоть до президиума. То есть указал на существенные ошибки уголовного процесса. Так почему же там Верховный суд Республики Мордовия менял адвокатов как перчатки, а наш совет адвокатской палаты Республики Мордовия этому потворствовал. Также соглашался и менял адвокатов. Если, понимаете, это на самом деле фикция, декларация, говорить о праве на защиту, и потом об этом же праве на защиту забывать. То есть под лозунгом добросовестности мы, собственно говоря, забываем о непосредственной деятельности и защите. Я понимаю, что моим коллегам неудобно, значит, эти темы обсуждать. Они сейчас формально скажут, что, собственно говоря, Сергей Геннадьевич, это не является предметом обсуждения, ты обжалуешь по другому основанию. Хорошо. Хорошо, ладно, не будем касаться этого политического вектора, по сути дела, да? Не будем вспоминать, что у нас квалификационная комиссия состоит, по сути дела, из 6 из 4, как я уже говорил. Это члены одной коллегии. Вице-президент, в частности, которого мы избрали от адвокатских кабинетов, абсолютно не самостоятельное лицо. Значит, в Совете, значит, уважаемый вице-президент Руслан Ракович также является представителем, значит, Первой палаты. То есть, я думаю, что это очевидный железобетонный факт. Как они на таком основании собираются говорить о том, что они беспристрастны, по-моему, это очевидное лицемерие, вот просто как таковое. Я уж не говорю о том, как поступили и повели себя средства массовой информации в отношении меня. Ладно, наши, местные, я имею в виду, к сожалению. Мы с вами об этом прекрасно знаем. Ладно, по поводу материального состава. Первое, значит, мог ли президент, допустим, инициировать дисциплинарное производство? Я считаю, что мог. Должен ли он был продвигать эту идею в таком объеме? Я считаю, что нет. Я считаю, что он, безусловно, вышел за пределы полномочий. Взял на себя, по сути дела, функции обвинения. Даже не поручил какому-то как бы специально назначенному советом человеку, который, например, будет выполнять функции, скажем так, обвинителя. Значит, не было у нас процедуры. Я вижу просто, вот я, пройдя на себе, я вижу реальные ошибки, несовершенства процедуры дисциплинарного производства как такового. И после этого мои коллеги, цинично, я это подчеркну, заявляют о том, что они видели те самостоятельные у нас адвокаты в плане рассмотрения по существу, и обжаловать можно только по процессуальным аспектам, соблюдена ли процедура извещения или нет. Это просто издевательство на самом деле. Просто издевательство. Я другого слова не подберу. Почему? Потому что смотрите, там ситуация, если спрашивать о судебных заседаниях, у нас было одно. Если спрашиваете комиссии, безусловно, я здесь даже хочу... Да, присутствовал, но тут ситуация какая? По поводу процессуальных аспектов мой коллега остановится, я не буду вот на этом заострять внимание, я чисто... То есть при квалификационной комиссии вы присутствовали в Совете адвокатской? Я не оспариваю факт процедуры, конечно, присутствовал. Я говорю о том, что в данный момент, я просто поясню, я определяю и свое выступление строю на том, что, на мой взгляд, я убежден в этом, что Совет адвокатской палаты, по сути дела, был первый, конечно, не был беспристрастен, то есть он был заинтересован. Второе, сама процедура, то есть формирование Совета, уже говорит о том, что у меня не было никаких шансов. Да и просто очевидный факт, о котором, собственно говоря, забыли. 20 числа, 20 августа, значит, утверждается порядок участия адвокатов по назначению. На август месяц меня уже не назначили. То есть это стопроцентное основание мне для утверждения о том, что решение о том, что мне прекратят статус, оно уже было согласовано. Но мы взрослые люди, мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Я не допускаю логической ошибки и подмены понятий, как вот мои коллеги делают, вот, уважаемый Руслан Рафикович. Вот они меня спросят вот сейчас, почему я в бандане, почему я в черных очках, почему у меня, вот, например, вот эти перчатки. Они, собственно говоря, ведь вывод-то, который в дополнениях от 4-го, почему я возмутился, кстати, по этому поводу, тем более, я даже лично скажу, все-таки мы вместе с ним в одном спортклубе занимаемся. Мне было неприятно, понимаете, видеть, что руками моих коллег наши правоохранительные органы, о которых мы вспоминаем в законе, что мы независимы, решают свои тактические задачи. Понимаете, человек, которого я защищал, сейчас находится на операции, ему, дай бог, у него пройдет все успешно, ему меняют сустав.
Где были мои коллеги все эти полгода? Прекращая мне статус, даже объективный момент, прекращая мне статус, никто из них, а это профессионалы из лучших профессионалов, это элита адвокатской палаты Республики Мордовия. Я об этом говорю, я знаю, что за моими словами правда, и они это знают. Почему никто после решения совета не подошли ко мне и даже не сказали, не позвонили, не спросили: Сергей Геннадьевич, мы все понимаем, наше решение, ты сам сказал, что ты его обязан уважать. Я говорил об этом, это есть в протоколе. Но почему никто из них не подошел, не спросил по делу Михеевой, по делу Конкиной, по делу Катковой? У меня 3 дела было, по тому же самому, значит, Алехину, которого я должен был защищать. Просто поменяли и все. Вернитесь, пожалуйста, к исковым требованиям. Исковые требования поддерживаю в полном объеме. Считаю, что материальный состав дисциплинарного взыскания был не полностью изучен, не полностью значит, рассмотрен. С формальной точки зрения я категорически не согласен с прекращением мне статуса адвоката, поскольку понятие деловой стиль, по сути дела, является оценочным. Самое примечательное, что президент адвокатской палаты, возбуждая дисциплинарное производство, значит, ссылался на положение о деловом стиле адвокатов, который, по сути дела, содержит оценочные суждения, что классический вид, значит, не допуская спортивные... Нет, не был знаком, и более того, я хочу сказать, у нас процесс был 10-го, а как раз на том, на котором было указано в постановлении о возбуждении дисциплинарного производства, на который ссылался и на который, кстати, никто из ответчиков до настоящего момента не ссылается. Единственный момент, значит... Почему вы в этом протоколе, там не сведения, где стенографические данные, там вы говорите, что вы с этим положением ознакомились? Так я знакомый был постфактум. На сайте он был опубликован, по-моему, 21 мая. А процесс был 10 мая. Процесс? Да. И, собственно говоря, вот этот момент, причем как ознакомился, то есть ни под роспись, ничего, то есть если бы я... Рассылки у нас о том, что у нас принято такое положение. С чем? С положением? Да я узнал случайно. Конечно. Не просто знаком, но смотрите, какой момент. То есть в процессе, я об этом говорил, то есть Александр Иванович задает вопрос. Вы признаете деловой стиль? Да, я вот почему сказал, почему я вот одел черные очки? Я в линзах сейчас нахожусь, контактных. Я не хочу, чтобы мои коллеги, например, считывали с меня вот невербальную информацию. Потому что я вижу, что, например, формулировка, которую они используют вот, в возражениях, это чистой воды софистика, подмена. Уж на кого это рассчитано, мне непонятно. Рассчитано на то, что суд пропустит это? Возможно, но я, безусловно, знаю о таких тактических приемах работы. Я просто, понимаете, даже если исходить, даже просто, я еще раз подчеркну, формально считаю, что абсолютно неправильно, по сути дела, там другие обстоятельства. Ссылаться на то, что мне формально известили, определили, можно. Но я считаю, что процедура привлечения к дисциплинарной ответственности сама по себе несовершенна, поскольку позволяет произвольно диктовать одному, значит, из членов Совета, который является одновременно и председателем коллегии, решение другим членам Совета. Что касается аффилированности непосредственно членов Совета, мне очень сложно утверждать, потому что я, к сожалению, не знаком, то есть с биографией членов Совета, насколько они там пересекались в служебной деятельности, кто кому чем обязан и как должен. Непонятно. Они не раскрывают эту информацию, пытаясь это утаить от других коллег. Ну что, ладно, бог с ним. Кроме того, я еще хочу отметить какой момент. К сожалению, у нас подобное дело, не такое же дело, уже второе вот, в нашей адвокатской палате Республики Мордовия. Значит, первое дело было по адвокату Миронову. Там объективная сторона разная. Я не говорю о прецедентах и так далее. Объективная сторона разная. Но сам факт того, что называется, принимали решение без учета, скажем так, всей предыдущей биографии, ведь в каком-то смысле принятие решения об исключении из реестра адвокатов есть не что иное, как, ну я бы не сказал, что это прекращение трудовой деятельности, мы все самозанятые с точки зрения, да, но это, по сути дела, запрет на профессию, именно профессию адвоката. Я не помню, включен он в кодекс, значит, отраслевых справочников, но, по сути дела, это именно так. В этой ситуации аргументация о том, что суд не вправе рассматривать дело по существу, ну это просто не выдерживает никакой критики, я так мягко выражусь. Ладно, что касается вот, аргументации по поводу моих личных амбиций и так далее, ну, безусловно, у меня есть амбиции,
Потому что я всегда был заинтересован, меня один вопрос интересовал. Информатизация адвокатской деятельности в адвокатской палате, конкретно Республики Мордовия. Наши коллеги, прежде всего, из Самары, значит... Так, что касается размера компенсации морального вреда, я не расписал... Безусловно, с тем, что нанесен удар лично мне по моей профессиональной репутации. Почему? Потому что сам факт исключения говорит о том, что пусть субъективно, не субъективно, это другой вопрос, это стало предметом рассмотрения судом, но мои коллеги посчитали, что я не профессионал, что я своим видом специально, как написал уважаемый Руслан Рафикович, исходя из амбиций, имиджа, там, жажда не все там и так далее, значит, специально спровоцировал судью, председательствующего, и якобы своим, я просто процитирую, извините, уважаемый суд, я процитирую. Значит, вот это мне очень понравилось, не только мне, кстати, коллегам из других регионов, это, мягко говоря, понравилось, так, в кавычках, конечно. Значит, по поводу, два пассажа, я вот смотрю, употребили. Проявил неуважение внешним видом и пререкаясь председательствующим, не давая ему возможность продолжить судебное заседание. Если проанализировать протокол, я не буду просто повторяться, и так уже затянул. Там видно, что я просто последовательно отвечаю на вопросы председательствующего. Уважаемый суд, если вы меня сейчас попросите снять очки, я сниму по одной простой причине. Согласно действующего законодательства, для удостоверения, да, требуется, то есть сопоставить внешний вид. Я еще раз объясню, у меня мотивация на самом деле простая. Как адвокат я обязан использовать все допустимые разрешенные способы защиты. Я писал о психологии принятия решения, я думаю, стороны ознакомились. Извините, вернусь к размеру. Дело в том, что, я так понимаю, сам факт того, что незаконное решение причиняет мне моральный вред, я так понимаю, я надеюсь, во всяком случае, мои коллеги оспаривать не будут. А почему именно 100 тысяч, я объясню. Знаете, по сути дела, это для меня сопоставимая утрата. В каком смысле? Я потратил 13 лет, в хорошем смысле, я не жалею об этом, 11 месяцев и 29 дней на то, чтобы попытаться сделать не просто адвокатуру лучше, а чтобы закон, вот то, что мы вот на лацкане носим, и мои коллеги, действительно торжествовал. И наша задача адвокатов состоит не в том, чтобы, знаете, вот как воспринимают люди, отмазать подзащитных, а способствовать тому, чтобы судья, принимающий решение, мог объективно взвесить доказательства. К сожалению, большинство адвокатов забывает о том, что задача адвоката не сорвать деньги с доверителя, а вытащить, выполнить, исполнить свои обязательства. И мне, безусловно, горько и обидно за то, что мой труд, титанический труд, я видел, с каким пафосом у нас на сайте адвокатской палаты поздравляли коллег, которые добились оправдания. Объективно ведь судья вынес решение, постановил оправдательный приговор. Судью нужно поздравлять с оправдательным приговором, что редкость в практике. А то, что адвокат действительно сумел убедить суд, это, безусловно, необходимо. У меня просто, они даже не приняли во внимание тот факт, что я лично, у меня, если посчитать, 3 по 280, по 146, по 272 и, по-моему, по 282 оправдательные. И их это не интересовало. То есть о чем это говорит? То есть они даже не приняли во внимание мою личность, сколько я сделал, есть ли у меня там взыскание или нет, как я реагирую там на, допустим, на те или иные моменты. То есть, и самое неприятное, я это открыто говорю в лицо и глаза Александру Ивановичу. Когда я пришел к нему в декабре 2016 году и сдал ему ту работу, которую я проделал по информатизации, никакой реакции, никакой, ни на одну служебную не ответил. Я как раз говорю о моральном вреде. Я потратил на эту работу 6 лет с 2010 года и чисто номинально 150 тысяч рублей, не считая, что я там еще платил неофициально. Все свои личные сбережения, которые прекрасно все понимают, наши коллеги, даются непросто. Меня проверяла, кстати, наша коллега Ляля Рашидовна Баляева. Насквозь она меня проверяла, вплоть до Верховного суда. И мне неприятно, категорически неприятно, что мою работу не то что не оценили, а просто решили выпихнуть меня из адвокатской палаты, просто поступая, как, я не знаю, щенком безродным. Конечно, это причиняет мне моральный вред. Что касается суммы, разумности, понимаете, дело в том, что я прекрасно понимаю, что это первичная практика. И знаете, на самом деле для меня здесь имеет значение. Александр Иванович извинился передо мной.
скажем так, вот за тот эпизод, который был у нас на предварительном слушании, да, относительно истребования справки из МРПБ, и я вот по-хорошему даже обрадовался в плане того, что действительно даже в какой-то степени это вот извиняет вот, членов Совета, и в частности Александра Ивановича, по отношению вот к этой ситуации в какой-то степени. Но я считаю, что на самом деле это недостаточно для того, чтобы я считал, что моральный вред возмещен. Понимаете, для меня в этой ситуации это просто лишь... я уже сталкивался с такой ситуацией, когда... Я просто поясню. Когда доверительница обращалась с жалобой в адвокатскую палату, в бытность еще Владимира Михайловича Волкова, написала жалобу, я подал на нее в суд. Я поясню, сумма взыскания была 3000 рублей. Здесь не вопрос суммы, уважаемый суд. Просто я исхожу из аналогии. Я считаю, что каждый год это как минимум 10 тысяч рублей, если считать, полновесных. 2 Хабаровска, если в купюрах. То бишь, вот она сумма, 100-130 тысяч рублей. Я решил остановиться на круглой сумме. Если такое объяснение устроит моих процессуальных оппонентов, я думаю, этого достаточно. Я прошу прощения, может быть, я немножко утомил. Скажите, пожалуйста, ранее к вам применялись меры дисциплинарного воздействия? Я открыто об этом скажу. Здесь Александр Иванович не придет. В 2005 году, значит, была жалоба от моего доверителя. Значит, когда я работал в Москве, Александр Иванович лично ко мне приходил тогда. Значит, осталось без рассмотрения, не было. Потом в 2014 году номинально, вот здесь я тоже просто в ярости в отношении Александра Ивановича, потому что он знал мое положение психологическое. Тем не менее, то, что я своевременно не приехал в Зубово-Полянский суд, хотя я находился в то время в больнице, мне применили взыскание, значит, дисциплинарное, но с учетом существующей практики, я так понимаю, что спустя год оно погашается, согласно положению кодекса. То есть юридически я считался дисциплинарно не привлеченным к ответственности. То есть, соответственно, на момент вынесения решения Советом никаких оснований говорить о том, что я являюсь злостным, не было. Ну а вот эта категория, что Совет решил, что я злостно нарушаю и так далее. Знаете, я просто в качестве небольшой только скажу, когда я членам Совета в глаза сказал, что если вы вынесете решение, вы покажете, насколько вы независимы, все из них, даже включая Руслана Рафиковича, все опустили глаза вниз. О чем можно говорить? Вопросы есть? Вставайте, пожалуйста. Вопросы задаются и ответы стоят. Сергей Геннадьевич, скажите, вот вы вообще вот как считаете, то есть по процедуре все-таки, что было нарушено в процедуре привлечения вас к дисциплинарной ответственности? Да. Безусловно, имеется. Я имел полное право присутствовать на заседании Совета при вынесении решения, наблюдать. На каком основании? Что вы присутствовали? Да, я был, но при решении я не присутствовал. Александр Иванович попросил меня... Непосредственно при вынесении Конечно, решения? конечно. Я не видел запрета, у нас не установлен запрет. Где это указано? А так нигде не указано, что это заказ. При вас должно быть. А нигде не указано, что не при мне. Я просто по-человечески отреагировал на просьбу. Я считаю, что это нарушение. Что касается процессуальных моментов, я поясню. Я о материальной части поговорил, затронул квалификацию, квалифицированную, частично, конечно. Подробно я расписал. Процессуальные моменты осветит мой коллега. Просто чтобы, если вопрос по процедуре, пожалуйста. Понятно. Хорошо. Скажите, вот вы как считаете, нарушили ли вы нормы, требования, да, Федерального закона об адвокатской деятельности, адвокатуры и Кодекса профессиональной этики, в частности, статья 8, да, у нас, ну, по пункту, какие у нас по пункту, по пункту 1 и 2, да, статьи 8 Кодекса профессиональной этики адвоката. Нарушили ли вы своими действиями, явившись в президиум Верховного суда, во-первых, да, вот в внешнем виде, который вы не оспариваете, да, что вы в этом внешнем виде вы были? Я не оспариваю, что я был в бандане, в солнцезащитных очках, в футболке адвокатской палаты. Жилетка, шорты, кроссовки. Что вы так прицепились к внешнему виду? Я не оспариваю, что я был. Вы послушайте. Александр Иванович, вы задаете два вопроса. Вот задайте один. Да, да. Я не спорю. Нарушили ли Вы вы? считаете, есть нарушение? Вы указываете нормативный факт в вашем поведении.
Или нет? А Да? указанные нормативные акты вообще не содержат какого-либо состава, как такового. Безусловно, нет. Нулем кримен, нуле пена сine lege. Нет наказания, нет вины без указания на то закона. У нас нет указания, что является деловым видом. Право совета на вынесение какого-либо положения постановления о внешнем виде адвоката также нигде не закреплено. У меня есть очень большие сомнения относительно обоснованности вообще принятия положения. Это во-первых. А во-вторых, на тот момент никакого положения не действовало. И об этом, собственно говоря, ответчик прекрасно знает. Я понял. Скажите, вот почему почему тогда, по вашему мнению, Президиум Верховного суда Мордовии предложил вам изменить внешний вид, да, привести в порядок, как по их мнению, то есть другую одежду, да, вам переодеться, даже предложил отложить судебное заседание, предоставить вам какое-то время, которое вас спрашивали, сколько вам надо, да? И, собственно, почему не смог, если в последующем вы отказались, да, я так понимаю? Вопрос Да, какой? в последующем вы отказались выполнить требования Президиума Верховного суда Мордовии, почему все-таки не смог, по вашему мнению, процесс судебный продолжится? Сейчас, секунду, я, в принципе, ответил на это. Но вы, опять же, почему, как... По вашему мнению, опять же. По моему мнению, почему суд решил отложить? Да. Я в суд не отношусь, знаете, это Нет, вопрос. по вашему мнению, почему? Вот вам суд предлагает внешний вид, приведите себя в порядок. Сколько вам надо времени, чтобы переодеться? Вы отказываетесь подчиниться требованиям председательства. Почему суд таким образом поступает? Почему суд отложил? Да, почему суд не смог продолжиться? Вопрос какой? Вопрос, по вашему мнению, почему суд вот так вот сделал? Почему он отложил процесс и отвел вас от дела? Слушайте, но мотивацию решения в постановлении судья не написал, председательствующий. Представителя от суда у нас не было. Как Я не знаю, почему. Не было у нас. В президиума все есть. Так почему? Дальше. Этот вопрос на самом деле не ко мне, так уж объективно, я не субъект ответа на этот вопрос. Мотивацию принятия решения судьи в постановлении Я вот ваше 10 мнение хотел услышать. То есть Не я расписан. хотел, чтобы на суду свое мнение Пожалуйста, высказали, дальше. почему так произошло. Дальше. Почему вы считаете, да? Вы были делегатом конференции ежегодной? Я говорил об этом, я говорил об этом, 2017 безусловно, было, я вас поддержал, если вы в этом. Вот на данной конференции члены коллекционной комиссии избирались от адвокатской палаты на 2 года на очередных. Потому что сейчас много этому посвятили. Я понимаю направление вашего вопроса, слушайте. Вы Давайте посмотрим. принимали участие? Нет, давайте. Вы Не. скажите. Подождите. На вопрос. Тогда я отвечу по-другому. Я считаю, что этот вопрос не имеет никакого. Подождите. Вопрос какой? Чтобы секретарь- Принимал ли участие истец в голосовании по вопросу избрания членов коллекционной комиссии от адвокатской палаты? Можете ответить на этот вопрос? Это есть 20 какого января? 27-го это было. 27-го. Это есть в документах адвокатской палаты. Мне нет необходимости отвечать на этот вопрос. Дальше, пожалуйста. Понятно. Хорошо. Я поясню только единственный момент. Хорошо. Так, остальное, наверное, так, сейчас. Ну, присядьте, пусть короткий ставите, Каким образом вы избирали от адвокатских кабинетов вице-президента, например, Круглова? Объясните мне, что-то не совсем понял. Каким образом? Слушайте, Кого вы там избирали? Он вообще не относится вот к этой дисциплинарному производству. Выслушали уже. Считаете, что не относится вообще к вопросу выбора? Не, я поясню единственный момент. Я так понимаю, если я правильно понимаю этот вопрос, тут вопрос в том, ангажирован ли Круглов или нет. Я хочу сказать, по моему мнению, ангажирован, потому как в отсутствие Амелина ни Руслан Рафикович, ни Владимир Александрович вообще никаких вопросов не решают. Послушайте, у нас сейчас задаются вопросы и даются ответы. Объяснение с вами куда-нибудь. Не, я в качестве ответа. Представитель ответчика Амелина есть еще вопросы? Скажите, есть ли в заключении комиссии коллекционной и в решении совета ссылка на положение о деловом стиле одежды адвокатской палаты Республики Мордовия? Я отвечу, нет.
Я все внимательно посмотрел. Единственное упоминание это вот в вашем постановлении о возбуждении дисциплинарного производства. И ссылочка есть, значит, непосредственно вот в возражениях от 4 декабря. Такой намек, я бы сказал, но даже не ссылка. Сейчас. Вопрос был какой, какие документы? Есть ли упоминание на положение? Кстати, ведется. Вопрос был, какой был вопрос? Есть ли в заключении апелляционной комиссии, решение совета, ссылка на положение о деловом стиле одежды адвокатской палаты в Республике Мордовия? Могу ответить, я это анализировал. Ни в положении, ни в квалификационное заключении квалификационной комиссии нет ссылки на указанное положение, есть только ссылка на кодекс профессиональной этики. Вот в этой части. Пока нет. Присаживайтесь. Второй есть? Скажите. Два вопроса. Скажите, пожалуйста, возражая против действий суда 10 мая, заседание Президиума Верховного Суда Республики Мордовия, вы считаете, действовали корректно в соответствии с законом? Руслан Рафикович, мне нравится ваш профессиональный подход. Я поясню. Вы задаете... Так вопрос неправильный. Возражая на... Я не возражал по поводу действий. Да. Вопрос вам понятен? Нет, непонятен. Повторите, пожалуйста. Вы считаете, в судебном заседании Президиума Верховного Суда Республики Мордовия 10 мая 2017 года, возражая против действий председательствующего, вы действовали корректно? В вашем вопросе содержится дополнительное утверждение о том, возражал ли я против действий председательствующего. Соответственно, ваш вопрос поставлен некорректно. Поэтому я просил бы суд переформулировать вопрос. Регламент судебного заседания или уголовно-процессуальное законодательство, по вашему мнению, вами были нарушены? Вами были нарушены? Еще раз повторите, по-моему, не Регламент судебного заседания, имею в виду то же самое судебное заседание 10 мая 2017 года в Президиуме. По вашему мнению, вашими действиями были нарушены? Никаких нарушений. Оснований для того, чтобы судье... Понимаете, я поясню. Мотивация судьи, связанная с отложением судебного заседания, абсолютно не зависит от внешнего вида адвоката. Я поясню почему. Я об этом, кстати, подробно расписывал, но не упомянул. Могу ли я внятно формулировать свои мысли? Что судья будет анализировать, мой внешний вид или мою речь в этой ситуации? Я же не представляю своим видом какие-либо доказательства, как таковые. Я не вещдок, в конце концов, не картина, чтобы на меня смотреть. Главное, судья должен меня услышать и воспринять мою информацию. Либо письменную, если я письменное возражение подготовил. Я не успел их подготовить, в частности, я считаю, что это, кстати, об этом должен был подумать совет в первую очередь. Если адвокат идет по 51, он свою позицию должен сформулировать письменно. У нас же никто этого, к сожалению, не делает. Я не успел это сделать. Я считаю, что вот если уж за что меня ругать, так за то, что адвокат, работая по 51, письменно свои позиции не доводит до суда. А уж по поводу, как он выглядит, это вопрос 10. Уж тем более Ильдар Ислямович, уж конкретно если говорить, знает меня как облупленного. И то, что, я не знаю, уж у меня, простите, я, может быть, эмоционально скажу, то, что он решил отложить судебное заседание по этому поводу, это было его единоличное решение, потому что президиум, по сути дела, не совещался. Мнение других по этому поводу выслушаны. И более того, один момент. Поэтому есть документы процессуальные, поэтому мы не будем ходить. Я не обсуждаю, я, безусловно, с вами согласен. Вопросы еще есть, что-то дополнить именно по вопросу. По этому вопросу здесь поставлен так. Вы признаете свою вину? Если бы я свою вину признавал, я бы не обратился в суд с иском. Следующий, пожалуйста, вопрос. До принятия решения Советом адвокатской палаты по этому дисциплинарному производству, или, может быть, позднее, вами обжаловать частное постановление Президиума Верховного Суда Республики Мордовия 10 мая 2017 года? Или... Я понимаю, с чем связан этот вопрос. Я отвечу так. Вам это известно. Подавались ли вами замечания на протокол судебного заседания Президиума Верховного Суда Республики Мордовия 10 мая 2017 года? Вам тоже это известно. Суду неизвестно. Вам это известно. Если вы считаете необходимо представить суду какие-то дополнительные... Я ответил на вопрос. Все, дальше, пожалуйста. Ну, хорошо, нет вопросов. Здравствуйте. А у нас видео запустили в съемку, да? Присаживайтесь. Я веду аудиозапись. Ну, не аудио, видеозапись. Присаживайтесь. Спасибо. Уважаемый суд, уважаемые оппоненты, я говорить много не буду. Основные доводы, они изложены письменно, были доложены моим доверителям участникам процесса. Я хотел бы остановиться как раз на сих процессуальных моментах.
Уважаемый суд, я все-таки акцентирую внимание и прошу обратить внимание, что на самом деле в данном случае рассматривается дело с точки зрения запрета на профессию. Именно в таком контексте рассматривает и дела такой категории лишения статуса адвоката, в том числе Европейский суд по правам человека. Такая практика есть, коммуникации таких дел, решения по таким делам есть. То, что касается процедуры, вопрос очень тяжелый, сложный, дискуссионный во всей корпорации. Поэтому четкое соблюдение процедуры, уважаемый суд, это одна из гарантий обеспечения. Обратите внимание, та закрепленная процедура, закрепленная федеральным законом и кодексом профессиональной этики, она подразумевает, что президент возбуждает дисциплинарное производство, он возглавляет работу квалификационной комиссии, он же входит в состав совета и принимает решения. Соответственно, нужно обратить внимание, как работают эти органы и как принималось решение. Федеральный закон об адвокатской деятельности и кодекс профессиональной этики четко регламентирует, как должны работать эти органы. Решение совета оно принималось на основании заключения. Без заключения совета, без заключения квалификационной комиссии совет не может принять решение. Соответственно, нужно начать с заключения квалификационной комиссии. Федеральный закон об адвокатской деятельности, статья 33, так называемая квалификационная комиссия, часть 7, четко говорит. Квалификационная комиссия по результатам рассмотрения жалобы дает заключение. Заключение оформляется в виде протокола. К протоколу в обязательном порядке прикладываются именные бюллетени для голосования. Обязательной составной частью процедуры работы квалификационной комиссии является изначально утверждение этих форм. Совет должен был еще за это утвердить. Во всяком случае, на сайте вашей республики не нашел решения об утверждении форм именных бюллетеней. То есть утверждены или не утверждены – это большой вопрос. В этих именных бюллетенях должен был изначально быть обозначены вопросы, по каким вопросам и как будут голосовать члены этой комиссии. Ну, если по аналогии приводить в какой-то мере, это как судом присяжных. Постановка вопросов в каждом бюллетене, каждый соответствующий присяжный поверенный дает свои ответы. Мы изучаем дисциплинарное производство, оно в полном объеме представлено. Протокола заседания нет, именных бюллетеней нет, формулировки не приведены. Совет рассматривает, принимает решение на основании только заключения. Причем можно было бы сказать, что, возможно, в процедуре где-то коллеги ошиблись, что-то не положили, не доложили. Я думаю, что этих именных бюллетеней и протоколов в принципе не было. Опись документов, находящихся в дисциплинарном производстве, она представлена суду. Более того, в самом решении весь перечень документов, которые рассматривал совет, также упомянут. Указано федеральным законом и кодексом профессиональной этики, этих документов нет. Кроме того, уважаемый суд, говоря об этом деле, в возражениях моих оппонентов особо указывалось на интересы корпорации, и в решении совета на это акцентируется внимание, что есть интересы корпорации, есть интересы сообщества. Это все верно. Но в любом дисциплинарном производстве, кроме интересов корпорации, есть еще интересы конкретного адвоката. И каждое решение, в том числе по мере наказания, должно отвечать соблюдению баланса. Защищая интересы корпорации, перегибать палку тоже не нужно. Вопросы здесь уже задавались, а что значит? Ответов по поводу соразмерности наказания или об обосновании именно этого наказания. Решение совета, уважаемый суд, нет. То есть решение совета, если взять, вижу, 41, кажется, страница. Президент адвокатской палаты Амелин предложил применить меру дисциплинарной ответственности в отношении адвоката Наумова в виде прекращения статуса. Члены совета поддержали Амелина.
с учетом фактически это лишить статуса. То есть человек, 13 лет проработавший в этой корпорации, не допускавший каких-либо серьезных существенных нарушений, не имеющих, как пояснил мой доверитель, юридически не погашенных взысканий, почему с первого раза, то есть, в какой-то мере, говоря об аналогии, это расстрел, смертная казнь, то есть за такой проступок сразу же лишение статуса, сразу же исключение из профессии. То есть, еще раз говоря, назначая наказание, совет не привел в своем решении, а в чем заключается именно соразмерность этого наказания, как он обеспечивал соблюдение балансов и защиты интересов как корпорации, так и конкретного адвоката. Да, возможно, адвокат экстравагантен, да, возможно, он на нас не похожий. Вот мы все втроем здесь в пиджаке, в рубашке, у кого-то галстук есть, у всех значки. Да, возможно, внешний вид не тот. Да, возможно, слишком эмоциональное выступление. Но, как говорил мой доверитель, то есть он имел дела в производстве, представлял и защищал интерес как конкретный доверитель. То есть какова была необходимость назначать именно такую самую строгую меру наказания, совет обоснования не приводит. Я полагаю, что в данном случае, уважаемый суд, исходя из трех основных групп доводов. Первый – это содержательный, который привел мой доверитель. Второй блок доводов, который касается соблюдения процедуры. Процедура соблюдена не была. И я почему особо акцентирую на этом внимание, уважаемый суд? Ни федеральный закон об адвокатской деятельности, ни кодекс профессиональной этики иного способа защиты, кроме как судебного, в этом же регионе адвокатам исключенно не предоставляет. Возможности обжаловать решение ФПА и так далее, таких альтернатив не существует. Ну и третий момент, это то, что касается наказания, обоснования по соразмерности этого наказания. Поэтому с учетом этих доводов, уже, уважаемый суд, я полагаю, заявление моего доверителя обоснованно и подлежит удовлетворению. Если есть какие-то вопросы от коллег по поводу процедуры, готов ответить, понимание, видение и так далее. Почему вы считаете, что у нас не имеется иных бюллетеней для голосования по делу Наумов? Потому что, как следует из федерального закона, как и следует из кодекса профессиональной этики, тогда сошлюсь на нормы. Часть 7 статьи 33 федерального закона об адвокатуре и кодекс профессиональной этики, так, статья 23, пункт 11, пункт 12. Там четко указано, что именные бюллетени являются приложением к протоколу, а протокол в обязательном порядке прикладывается к заключению квалификационной комиссии. И более того, адвокат имеет право на ознакомление с ним. Адвокату были предоставлены только на ознакомление само заключение. Что он просил, с чем просил ознакомиться, с тем мы его ознакомились. И следующий ответ. Ну хорошо. Следующий ответ. Ответ можно продолжить? Да. И почему нету, то есть нету ни в описи, и не в решении Совета адвокатской палаты приводится опись документов, поступивших на рассмотрение. Ссылки на протокол и на именные бюллетени отсутствуют. Ясно. Ну ладно, тогда пусть нет вопросов. Нет, уважаемый суд. Уважаемый суд, Ваша честь, уважаемые оппоненты, присутствующие, не повторяя доводы возражений на иск, хотел бы все-таки еще раз обратить внимание суда на то, что кодекс профессиональной этики адвоката запрещает обжаловать решение совета по процессуальному производству, если статус адвоката, да, решение о прекращении статуса адвоката может быть обжаловано адвокатом в месячный срок, но лишь по процедуре принятия данного решения. Сегодня я выслушал истца, представителей истца. Конечно, истец очень эмоционально пытался оспорить саму процедуру возбуждения дисциплинарного производства, рассмотрения
рассмотрения дисциплинарного производства в апелляционной комиссии, в Совете адвокатской палаты. Но это все нормы, которые нам устанавливает федеральный закон об адвокатской деятельности, кодекс профессиональной этики. Никто их не отменял до настоящего времени. Поэтому это вопрос вообще не к нам, по большому счету. Почему именно такая процедура? Почему президент, только президент, да, вправе возбуждать дисциплинарные производства? Почему президент, председатель коалиционной комиссии в силу должностного положения, да? И почему президент еще председательствует на Совете адвокатской палаты, когда рассматривается уже заключение коалиционной комиссии? Такова процедура. Вот. И если бы истец, не знаю, если истец не согласен, считает, что эти нормы, законы, кодексы нарушают права и свободы, его противоречат, предусмотрено Конституцией, да, противоречит Конституции, ну, наверное, он может быть вправе обратиться в Конституционный суд, еще куда-то. Ну, по крайней мере, это не предмет рассмотрения в сегодняшнем судебном заседании, вот эти процедурные нормы. Поэтому процедуру мы соблюли. По поступлению сообщения от суда, а именно сообщение от суда у нас согласно под пункту 4 пункта 1 статьи 20 Кодекса профессиональной этики, обращение, вернее, суда, да, является поводом для возбуждения дисциплинарного производства. По поступлению данного обращения я как президент обязан в 10-дневный срок либо отказать в возбуждении дисциплинарного производства, либо возбудить. Мною было возбуждено дисциплинарное производство в течение 10 дней. Я уложился. Вот. И утверждение ИСА о том, что суд всего лишь просил обратить внимание, вот понимаете, и не требовал, да, привлечения Наумова якобы там дисциплинарной ответственности. Нам это не надо, по большому счету. Мы сами принимаем, я лично вот сам принимаю решение. Так, закон мне дает такие полномочия, сам принимаю решение, возбуждать дисциплинарное производство или нет. Усматриваю я в этом нарушение, на этом действии нарушение норм Кодекса этики и закона об адвокатской деятельности или не усматриваю? Я усмотрел. Да, в моем распоряжении были ссылки на нормы закона об адвокатской деятельности адвокатуры, на нормы Кодекса профессиональной этики, я не буду их перечислять, все это есть материал. И нормы положения о деловом стиле одежды, который был принят у нас в апреле Советом адвокатской палаты Республики Мордовия. Но, Ваша честь, обратите внимание, что заключение коллекционной комиссии не в решении Совета адвокатской палаты, о нем ни слова. Почему? Потому что, да, действительно, оно было опубликовано уже после 10 мая, после того, как Наумов, вот, сорвал заседание Президиума Верховного суда. Сейчас попозже отдельно немножко скажу про это. Вот. Мы не ставим ему в вину, у него никто не ставил в вину нарушение данного положения. И поэтому то, что оно не было опубликовано, да, мы разобрались на комиссии, что да, оно принималось, да, в апреле, но опубликовано не было на 10 мая для всеобщего доступа, что мы сочли, что в принципе он не подлежит ответственности за нарушение норм данного положения. Но, Ваша честь, Кодекс профессиональной этики, предписывающий адвокату придерживаться манеры одежды, да, соответствующей стилю делового общения, никто не отменял. И федеральный закон предписывает прямо соблюдать нормы Кодекса профессиональной этики адвоката. Вот. На комиссии, вот сегодня представитель ИСА утверждает, что якобы, наверное, не шло голосование именными бюллетенями. Ну, Ваша честь, если вы дадите время, да, не знаю, через 15 минут мы их привезем, они есть. Мы по каждому дисциплинарному делу голосуем именным бюллетенем, в том числе и по Наумову. Все материалы передаются из коалиционной комиссии в Совет адвокатской палаты, когда рассматривается заключение. Если комиссия дает заключение, даже если она не дает заключение, все равно в Совет передается материал.
Потому что совет может не согласиться с мнением комиссии, если она не дает заключение о наличных действиях адвоката дисциплинарного проступка. Вот. Наумов Сергей Геннадьевич присутствовал на заседании совета. И то, что он у нас просил только заключение квалификационной комиссии, это его, как говорится, право. Попросил бы бюллетени, мы бы ему и бюллетени бы откопировали. Какие вопросы? Он этого не просил. Они у нас есть. Вот. В суде мы их не представили, потому что суд вроде как не просил. Мы готовы на следующее судебное заседание, или вот буквально, я не знаю, до Домбыта доехать туда-обратно, вот, привезем, они есть. Поэтому истец здесь вводит вас в заблуждение, я не знаю, на чем основывается вот его такое утверждение. Они есть, Ваша честь. Так не бывает. В комиссии двое представителей управления юстиции, представитель Верховного суда Мордовии, представитель арбитражного суда Республики Мордовия, двое представителей от Госсобрания. Ваша честь. Комиссия это не только адвокаты, понимаете? И мы там всего 13. 7 от адвокатов вместе со мной, 6 избирается на конференции. И по 2 представителя я уже перечислил, от управления юстиции, от Госсобрания и от арбитражного Верховного суда. Понимаете? Мы там собираемся, извините. Последний состав комиссии избирался от адвокатов на конференции 27 января 2017 года. Сергей Геннадьевич Наумов был у нас делегат этой конференции. Никаких возражений по составу квалификационной комиссии, что якобы там большинство из коллегий адвокатов номер 1, в частности Амелина, надо так понимать, Арискин, никаких возражений с его стороны не прозвучало на этой конференции. Никаких иных кандидатур он не предлагал, он не заявлял о том, что вот такая вот у нас, ребята, комиссия сейчас появится, да, если мы проголосуем за этих кандидатов. И она будет подчиняться Амелину, он про это говорил. Да. Попробуйте еще скажите, 12 членов как формируются? Формируются. Те, которые на конференции. Адвокаты на 2 года. Остальные приказом управления юстиции на 2 года. Все на 2 года. Постановлением Государственного собрания на 2 года. И решением, по-моему, президиумов и арбитражного Верховного суда. Тоже представительным на 2 года. Поэтому, Ваша честь, наверное, чтобы не забыть, ходатайство о допросе членов комиссии, были ли у нас именные бюллетени и так далее, как проходило голосование. Мы не хотели, но вот представитель истца нас вынуждает такое ходатайство заявлять. Что касается Протокол есть. Протокол есть, конечно. Как мы без протокола отдадим в совет эти материалы? Конечно, есть. Более того, страница 20 материалов, приложенных к возражению, по запросу суда, да? Страница 20. Это про бюллетени. Кстати, да, про бюллетени, самый последний абзац. 1, 2, 3, 4, 5 страница заключения, самый последний абзац. Проголосовав именными бюллетенями, комиссия выносит единогласно следующее. Есть, да? Мы можем показать. Заключение конституционной комиссии. Заключение конституционной комиссии, 5 страница. 1, 2, 3, 4, 5. – 28 июня 2017 года. Последний абзац. Самый последний, 5 страница. Проголосовав именные бюллетени. Все это и есть протокол. И заключение есть, и протокол квалификационной комиссии есть. Не надо, понимаете, Ваша честь, истец понимает, что
может только по процедуре, согласно нашему кодексу профессиональной этики адвоката, вот только по процедуре жалоба начинает вот сейчас вот искать, домысливать и предполагать, что вот этого нет, все у нас есть. Все у нас есть на самом деле. Процедуру мы не нарушили. Никак. Ничем. Так, про конференцию я сказал. Так, что касается... Поэтому, да, ничего не хочу говорить, кто из какой коллегии, да, в составе комиссии. Ну, Наумов голосовал за по этому вопросу, что я могу сказать, насколько я помню. Если что-то, вот. Я думаю, Сергей Геннадьевич тут тоже врать не будет. Вот. Поэтому, вот утверждает, не хочу ничего говорить, вот, по первому доводу, уважаемый Сергей Геннадьевич, по второму доводу, что якобы решение у нас было связано с принципиальной позицией по моим делам. Я не знаю, лично я, какие дела ведет Сергей Геннадьевич, кого он защищает. И, в принципе, это вообще адвокатская палата этим не занимается, она не мониторит дела адвокатов. Ну, представляете, 300 с лишним адвокатов по Мордовии и сколько дел. Вы сами представляете, сколько дел каждый день в судах. У нас нет никаких отчетов, кто кого защищает. Так называемое дело Хонкина, на которое почему-то сегодня акцентирует внимание Сергей Геннадьевич, я вообще не знаю, что там за ситуация. И мы не знали, ни комиссия, ни совет. Что там за ситуация, какая позиция у Сергея Геннадьевича. Кто такой Хонкин? Абсолютно решение совета вообще никаким образом не связано с его принципиальной позицией. Это хорошо, когда у адвоката есть принципиальная позиция. Очень хорошо. Сергей Геннадьевич знает прекрасно, что мы только приветствуем адвокатов, руководство палаты, которые бьются, как говорится, до конца, да, за своих подзащитных. Поэтому, понимаете, попытка сегодня, на самом деле, ИСА какую-то подоплеку нашему решению найти, не более чем. А на самом деле, я сейчас еще попозже остановлюсь, подоплеки-то нет никакой. Вот. Третий довод. Амелин вышел за пределы полномочий. Ну, я уже немножко сказал про это, да, что якобы вот, суд не просил дисциплинарной ответственности привлекать. Я не буду про это говорить. Это мое право принимать решение. Есть обращение судьи, значит, я обязан принять процессуальное решение. В любом случае. В какой бы форме оно там не было. Вот. Ну, вице-президент Круглов избрали от адвокатов, это что он погорячился. Вице-президентов избирает у нас Совет адвокатской палаты по представлению президента. Вот. Поэтому никакие адвокатские кабинеты, никаких вице-президентов не избирают. Это прерогатива Совета. Вот. График тут вот по 51 якобы я утвердил на август, без уже Наумова 20 числа, а совет был 21. Ну, ваша честь, это техническая ошибка на самом деле была. На самом деле график утверждаю вообще я, по положению об участии адвокатов по делам по назначению. Я утверждаю это налично, это есть решение Совета адвокатской палаты. И я его утверждал уже, конечно же, после решения Совета. То, что, секретарь там дату неправильно поставил в графике, да, извините, бывает. Это не говорит о том, что я уже знал, что Наумову прекратим статус. Ни в коем случае, я сейчас еще попозже остановлюсь про это. Вот. Ну, что касается, надо думать о доверителях. Конечно, ваша честь. Конечно, надо думать о доверителях. Но прежде всего, кому надо думать о доверителях? Адвокатам, тем людям, которые защищают своих доверителей. Прежде чем, извините, вот так вот пренебрежительно относиться к нормам федерального закона и кодекса этики, и понимая, что есть 3 вида ответственности, 3 вида взыскания за нарушение вышеперечисленных норм, это замечание, предупреждение, прекращение статуса, причем не обязательно, что прежде чем прекратить статус, нужно какое-то взыскание, чтобы адвокат имел. Это не предусмотрено ничем. Мы можем сразу принять такое решение. Это наша компетенция, исключительно компетенция Совета, и суд вообще не вправе входить в обсуждение этого вопроса, только по процедуре. Вот. Поэтому вот адвокат должен как раз и сам
думать. А что будет с моими доверителями, если я грубо нарушу нормы федерального закона и кодекса этики, если мне прекратят статус? А что будет с ними? Понимаете? Мы подзащитных без защиты не оставили. Да, Наумову прекратили статус и отвели его там по уголовным делам, где он защищал. Что мы, защитников туда не направили, других? Ничего подобного. Все были обеспечены защитой. Поэтому здесь тоже это все звучит неправильно и неубедительно. Так, что еще хотел бы сказать? Вот теперь по существу, Ваша честь, понимаете? Да, формально, конечно, у нас Сергей Геннадьевич впервые, да, получается, привлекает, ну не впервые, привлекает, не, по крайней мере, не имеет взысканий на момент рассмотрения, да, дисциплинарного производства. Я о самом проступке, Сергей Геннадьевич, что хочу сказать. Мы считаем, что все-таки очень грубо нарушил истец нормы федерального закона и кодекса профессиональной этики. Я не буду перечислять, в чем был одет Сергей Геннадьевич, да? Но человек понимал, куда идет. Человек понимал, что идет в президиум Верховного суда Республики Мордовия, что там будут присутствовать высшие должностные лица судейского корпуса, прокурор республики, может быть, там присутствовать, или зам, граждане России, да, которые тоже могут присутствовать, подзащитные, приставы. Хорошо, прессы не было. Пресса может сейчас везде ходить, все снимать, да? Вот. Понимаете, он намеренно, он понимал, куда идет в таком внешнем виде. И он понимал, что так нельзя поступать. Как я себе это представляю. Хоть он и не признает, не признается, что что-то нарушил. Вот. Я думаю, что он все это понимает прекрасно. Вот. Второй момент. Ведь суд не в горячках вынес это решение, постановление, да, частное в отношении Наумова. Он ведь предложил ему переодеться, предложил привести себя в порядок. На что Сергей Геннадьевич возразил, что извините, я в порядке, я нормально, я одет хорошо. Но вот что мне не говори, кто бы мне что ни говорил, да, извините меня, кроссовки, шорты, майка, жилетка, бандана с очками, но это никак не стиль делового общения. Почему судьи у нас в мантии, да? Почему прокуроры в форме? На Западе, в цивилизованных странах, как мы их называем, и адвокаты в мантиях ходят, некоторых еще и в странах в парики одевают. И никто не возмущается, что там зажимают права и свободы адвокатов, что им там работать не дают, право на профессию лишают, да? Понимаете, никто не возмущается, все нормально. Там очень цивилизованная правовая система. Все понимают прекрасно, что дом правосудия, не знаю, как мы назовем, храм правосудия, это место, где отправляется правосудие, где нужно уважать судебную власть, прежде всего. Уважать судебную власть, не таким образом являться. Понимаете? Так он и проигнорировал требования председательствующего президиума, да? Вследствие чего, естественно, процесс не мог продолжаться дальше. Конечно же, получилось так, что Сергей Геннадьевич его отвели, да, и уже не смог защищать свой подзащитного. Права и свободы его тоже нарушил. Мы это тоже при принятии решения учитывали. Мы все учитывали, все поэтапно мы на совете все это прокручивали, да, все эти моменты, прежде чем принимать решение. Понимаете? И самое, может быть, непонятное для нас, да, он вот сегодня, по крайней мере, он не считает, что вообще что-то нарушил. Он заявил, и на комиссии заявлял, и в совете, что это вообще суда проблема. Почему они меня так не воспринимают, почему они со мной вот так не коммуницируются.
Я как хочу, так и одеваюсь, по сути. Вот он что сказал, понимаете? Какая разница, да, как я одет, главное, что вот я защищаю, главное, что я говорю, главное, что я делаю, главное, что у меня позиция вот какая-то защитительная, это хорошо, да? А это уже, извините, мое личное дело. Нет. Есть нормы кодекса этики, которые предписывают адвокату определенным образом придерживаться делового стиля, делового общения. Он считает, что их не нарушил. Вот. Поэтому, Ваша честь, поэтому, когда мы обсуждали вопрос, конечно, мы его обсуждали, какое вынести наказание, вопрос был тяжелый, самый тяжелый. В том, что Наумов нарушил кодекс этики и закон, никто и не сомневался. Вот. Все согласились с заключением Коалиционной комиссии. Поэтому мы просто поняли, что Сергей Геннадьевич ничего не собирается менять в этой жизни, в работе, в части своего внешнего вида. Понимаете? Честь и достоинство адвокатуры – это то, что мы должны охранять органы адвокатского сообщества. Завтра Сергей Геннадьевич будет звездой прессы, а название статей будут «Адвокаты Мордовии». И мы ничего не отсудим, потому что он будет адвокатом Мордовии в таком внешнем виде, ходить в судебные заседания. Он это прямо заявил: я ничего не собираюсь менять. Тогда какой смысл нам было выносить решение, не связанное с прекращением статуса? Зачем? Понимаете, зачем? Какой смысл человека предупреждать о том, человек предупреждает, когда есть как бы надежда и шанс, да, что в дальнейшем человек исправится, поведение его станет другим. Да, мы его оставляем в корпорации, там, когда выносим такие решения, в надежде на то, что не повторится подобное со стороны нарушителя. Но здесь не тот случай. Не тот случай. Но по сути говоря, русским языком опозорил корпорацию. Ведь все же говорят про это. А после того, как Верховный суд Мордовии на сайте выложил эту информацию, об этом стали говорить, еще до решения Совета, да? Об этом стали говорить все средства массовой информации России об этом случае. Это что, добавляет авторитета нашей корпорации? Я не говорю, что это повлияло на вынесение решения, да? Что вот эта вся шумиха, весь этот негатив. Мы постарались, как можно было это сделать, абстрагироваться, конечно, от всей этой возни, да, информационной. Мы постарались. Но, Ваша честь, мы должны корпорацию защищать, в том числе и такими способами и средствами, понимаете? В том числе такими способами и средствами. Да, как к адвокату, может быть, у нас не было никогда претензий. Но когда человек своим поведением явно противопоставляет себя, да, корпорации и нормам корпорации, что нам оставалось делать? Что нам оставалось делать в этой ситуации? Я считаю, мы приняли истинно верное решение в этой ситуации. Вот. Поэтому ни процессуальных оснований для отмены нашего решения, ни решения по существу, потому что факт дисциплинарного проступка установлен, процедура, я уже говорил, да, соблюдена, конечно, такое нарушение не допущено. Факт установлен. Адвокат, уже бывший, Наумов, не считает, что допустил нарушение норм вот этих, и что вообще допустил какие-то нарушения. Поэтому решение было такое жесткое. Ну, можно, конечно, много на эту тему говорить. Я уже, если честно, периодически на эту тему говорю не первый месяц, к сожалению. Вот. Но я думаю, что суть и основание, да, принятия решения я вам довел. Вот. Все, конечно, еще у нас в возражениях в основном,
Что касается на иск, мы изложили. Вот, я думаю, представитель еще дополнит меня. Пока у меня все. Если вопросы есть, я готов, да. Скажите, пожалуйста, когда привлекался смертный? Вы знаете, но это мы вообще это не стали поднимать. Мы посмотрим, конечно, у себя, посмотрим. Но я сейчас, вот он мне сейчас напомнил, на самом деле даже из головы вылетело, честно скажу. И в решении совета уже, обратите внимание, мы это не учитывали. Не учитывали, да. Юридически Юридически, тем более, да, не привлекался, да. И хоть он и возмущался, что якобы там тогда его, ну, на самом деле все было по делу. Сорвал судебное заседание в Двуполянском суде, я сейчас уже вспомнил. Сорвал, а причины неявки были неуважительные. Вы знали, что я в больнице? Да не знал, если Знали. Ну, сообщать Надо нам. спорить. Ладно. Молчу. Вот, по крайней мере, суд был, не был уведомлен. Вы же знаете, у нас нарушение не сам факт неявки в суд, а неуведомление суда. Это тоже нарушение. Это тоже нарушение кодекса этики. Вот Сергей Геннадьевич не уведомил. Есть вопросы? Пожалуйста. Александр Иванович, вопрос первый по поводу, опять же, процедурных моментов, учитывая, опять же, отталкиваясь от статьи 23 Кодекса профессиональной этики и ваших пояснений. Вот вы представили суду полную опись документов, находящихся в дисциплинарном... Вопрос задам. В описи сказано, что это опись дисциплинарного производства, 36 листов пронумеровано, и перечень всех документов. Почему в этой описи не указан протокол с именными бюллетенями, как отдельный документ, как того требует Кодекс профессиональной этики? А где у нас в кодексе этики про опись документов сказано? Но во всяком случае это дисциплинарное производство, опись дисциплинарного производства. Почему в дисциплинарное производство не вошел протокол? Что просил суд и что просил Сергей Геннадьевич истребовать в приложении к исковому заявлению, мы все и принесли. Хорошо. Исходя из... Следующий вопрос. Вы опять сомневаетесь? Ну ладно. Исходя из Кодекса профессиональной этики, Совет принимает решение на основании дисциплинарного производства, не того, что попросил, а дисциплинарного, поступившего Совета. Вопрос следующий. Почему в решении Совета, в решении статуса Наумова, в перечне представленных документов нет протокола и именных бюллетеней? Это документ, который вы подписывали. Какой протокол? Это решение Совета. В решении Совета отражен весь перечень документов, которые Совет учитывал и исследовал. Он должен был здесь поименовать в соответствии с кодексом все документы дисциплинарного производства. Почему здесь не отражен протокол и именные бюллетени? Сейчас, вы страницу мне скажите, где там, что у нас отражено? Страница здесь у вас плохо читается, сейчас скажу. Это нормально читается? Раз. Вопрос такой, почему в решении Совета не отражены протокол и бюллетени? Есть у нас ссылка на заключение Конституционной комиссии. 8. Да, я понял. Ну, у нас в 9-м Совет переходит к обсуждению материалов. 9-я страница решения. 9-я страница решения. Исследовать материалы дисциплинарного производства, а именно 9-я страница. В том числе заключение Конституционной комиссии. 28.06. Я уже говорил, в заключении ссылка есть, что голосование было именными бюллетенями. Все материалы, вот Сергей Геннадьевич был на решении Совета, был. Мы ему задавали, по-моему, даже вопрос, будете еще что-то смотреть. Все у нас там было в Совете. И бюллетени именные, и протокол комиссии коррупционной, и заключение. Понимаете? Не надо искать сейчас вот... Вопрос следующий. Вы зря вот это делаете. Такое чувство, что мы там чай попить. Дальше. Вопрос следующий. Вопрос, дело сложное, детальное, вопросы технические. Хорошо, мы все представим. Можете не переживать. Вопрос следующий. Согласно пункту 11 статьи 23 Кодекса, именные бюллетени утверждаются Советом. Каким решением Совета утверждены Я сейчас именные не готов. бюллетени? Не готов. Они утверждены вообще? Конечно. То есть такое решение есть на сайте? На сайте? У нас на сайте не все решения Совета.
согласно решению ФПА, На решения надо должны спорить. На сайте. Подождите, Еще. Ага. подождите. На сайте Надо- есть такое решение? Хорошо, Надо переходим. спорить. На сайте нет. Всё. На сайте Дальше, нет. пожалуйста. Нет. И вопрос еще один. По поводу оспаривания и права истца обжаловать только по процедурным моментам. Вы дали ссылку на положение Кодекса профессиональной этики. Александр Иванович, Да. вы дали ссылку на положение профессиональной этики, что он может только по процедурным, не содержательным. В данном случае, на ваш взгляд, право на обращение в суд, в том числе по содержательным моментам, разве регламентируется только Кодексом профессиональной этики? ГПК в данном случае не применим, что он имеет право обжаловать, в том числе и по содержательным моментам. Наша позиция вот такая, что у нас кодекс этики позволяет обжаловать решение совета о прекращении, и только по прекращению статуса. Ни предупреждений, ни замечаний нельзя обжаловать. Только прекращение статуса и только по процедуре. То есть я вас правильно понял? Право на Не обращение. надо все в протоколе. Ну, вопрос. Тут указано, что ответ. Вопрос. Вопрос. Был ответ, был следующий вопрос. Право на обращение в суд адвоката, лишенного статуса, регламентируется Кодексом профессиональной этики адвоката. Это так? Я вас правильно понял? Мы это и в возражениях указываем, конечно. Следующий. И следующий вопрос. Вопрос именно к вам, личный такой, даже не как представителю совета, вам лично, потому что президенту. Решение совета о лишении статуса зафиксировано президент Адвокатской палаты Республики Мордовия Акинин, ваши инициалы, предложил применить меры дисциплинарной ответственности в отношении адвоката Наумова в виде прекращения статуса. Члены совета поддержали. Вопрос такой, почему вы предложили именно такую меру Я пресечения? сейчас объяснял. Это ваша была позиция, ваша Да. мотивировка. Вы говорили просто мы, я хочу понять вашу мотивировку. Но мы Вопрос был, ответ был. решение-то Дальше принимали вопрос. все. Это хорошо. И все со мной, Вопросов больше нет. все со мной согласились. Вопросов нет, пояснений. Присаживайтесь, представитель ответчика Амелия. Как представить пояснение? За ваше честь. Пожалуйста. Я хотел бы таких моментов коснуться, возражая праву требования. Во-первых, я полагаю, что судебное заседание, естественно, действительно выходит за предмет заявленных им требований, поскольку им оспаривается только лишь законность решения Совета Адвокатской палаты Республики Мордовия в рамках его дисциплинарного производства, но при этом в сегодняшнем судебном заседании уже поднимаются вопросы, касающиеся легитимности квалификационной комиссии, легитимности голосования на квалификационной комиссии и чуть ли не легитимность самого стадии самой возбуждения дисциплинарного производства. Если суд обратит внимание на статью 22 Кодекса профессиональной этики адвоката, это вообще Кодекс профессиональной этики адвоката – это составная часть законодательства в адвокатской деятельности адвокатуры. Я думаю, здесь никто возражать не будет. Так вот, дисциплинарное производство включает в себя три следующих стадии. Первое – это возбуждение дисциплинарного производства, которое по исковому заявлению не оспаривается. Разбирательство в квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, который также по материалам искового заявления не оспаривается. И, наконец, третья стадия разбирательства в Совете Адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. Не заявив требования об оспаривании заключения или протокола квалификационной комиссии, нет смысла вообще сейчас, в принципе, обсуждать вопросы того, имеется ли протокол или не имеется. Протокол имеется. Дело в том, что протокол квалификационной комиссии составляется единым документом. И если в одном заседании квалификационной комиссии рассматривается дисциплинарное производство в отношении нескольких адвокатов, то там этот протокол квалификационной комиссии будет содержать материалы, касающиеся и адвоката Наумова, и других адвокатов, которых рассматривают в том же заседании квалификационной комиссии. И вот только заключение квалификационной комиссии, оно персонифицирует, то есть по каждому дисциплинарному производству составляется помимо общего протокола заседания квалификационной комиссии, в котором могут еще решаться и вопросы не дисциплинарной практики, а, допустим, вопросы сдачи экзамена адвокатами, допуска к квалификационному экзамену. То есть все эти вопросы также включаются в единый протокол заседания квалификационной комиссии от конкретной даты. И вот этот протокол, поскольку изначально он не оспаривался, поскольку он и не вошел сам по себе отдельный большой документ
касающиеся в том числе в определенном роде, так скажем, сведений в этом протоколе, введенных, касающихся дисциплинарных производств других адвокатов, сдачи квалификационных экзаменов другими претендентами на присвоение статуса адвоката, они напрямую никак не имеют, никакого отношения не имеют к дисциплинарному производству адвоката Наумова. И поэтому не всегда, не в каждом случае, только если бы в заседании Конституционной комиссии рассматривался один единственный вопрос в отношении Наумова, можно было бы говорить, почему же протокол заседания Конституционной комиссии не приобщен к дисциплинарному производству в отношении адвоката. Однако вот именно в силу этих соображений, чтобы, ну, так скажем, вообще не перегружать материалы дисциплинарного производства. Кроме того, опять же, чтобы не складывалось впечатление, что вот никто там не разбирается на всех этих последовательных стадиях дисциплинарного производства, дело в том, что после того, как Квалификационная комиссия адвокатской палаты дает заключение о наличии в действиях адвоката нарушения корректной исполнительности адвокатской деятельности адвокатуры либо в отсутствии, когда такое заключение дается, у адвоката имеется предусмотренный, опять же, Кодексом профессиональной этики адвоката срок, в течение которого он вправе не согласиться с этим заключением, в том числе и по процедурным вопросам. То есть, если он считает, что вдруг это заключение Конституционной комиссии было дано в нелегитимном составе, кто-то не голосовал, не принимал участие в голосовании, или голосовал не так, как того требует, там, именными бюллетенями и так далее, и так далее. Если бы кворума не было, по другим каким-то вопросам, не своевременно уведомили, не предоставили возможность ознакомиться с материалами дисциплинарного производства, которые имели место быть на момент дачи заключения Конституционной комиссии. То есть все эти вопросы относятся к оспариванию процедуры. Второй стадии дисциплинарного производства – это стадия разбирательства дисциплинарного производства в Квалификационной комиссии адвокатской палаты судейства Российской Федерации. Поскольку от адвоката Наумова на той стадии не поступило никаких возражений относительно заключения Квалификационной комиссии, а оно прямо предусмотрено, что в принципе участник, во-первых, по просьбе участника дисциплинарного производства им 10-дневный срок вручается или направляется заверенная копия заключения комиссии, но такой просьбы от адвоката Наумова не поступало. Во-вторых, вручали, да? Вручили, значит, поступило. Вручали ему заключение Конституционной комиссии, но свои возражения относительно этого заключения адвокат Наумов совет, собственно говоря, не представил. И его позиция вот эта изначальная о том, что он не признает нарушением то, что судебное заседание не состоялось, ввиду того, что он пришел в заседание Президиума Верховного Суда Республики Мордовия не в совсем деловом стиле одежды, назовем это так, она вот последовательно им отстаивалась, по крайней мере, на заседании Совета он говорил об этом же самом. Абсолютно резонно и логично члены Совета задавали ему вопрос: вами оспаривалось, вот если вы считаете, что вы ничего не нарушили, и вот он последовательно оставил эту позицию, в том числе и в этом судебном заседании, что его никак не препятствовал, так скажем, осуществлению его функции защитника. То есть он не согласен с тем, что он нарушил процессуальное законодательство, не согласен с тем, что он нарушил законодательство адвокатской деятельности адвокатуры. Вот на вопрос членов Совета о том, он как защитник оспорил те судебные документы, которые имели место быть. То есть оспаривал ли он протокол судебного заседания ввиду того, что там что-то неправильно, неполное или не объективно записано. Он сказал, что я якобы знаю ответ на этот вопрос. То есть из того, что он пояснял в Совете, он пояснил, что нет, он не оспаривал. То есть он не знакомился, я так понимаю, с протоколом судебного заседания, и он не обжаловал частное постановление Президиума Верховного Суда Республики Мордовия, которым, собственно говоря, вопрос о возбуждении дисциплинарного производства в последующем был инициирован. Никто не требовал от адвоката Наумова обязательной отмены этих частных постановлений. Для этого существует специальный процессуальный порядок. То есть имеет, по нашему мнению, вот имеет место быть что? Имеет место быть судебный акт, частное постановление. Да? Вот, не оспорив его в том порядке, который единственно возможен и предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом, он не использовал даже той элементарной своего процессуального права и возможности не согласиться с этим судебным документом. Равно как вот, не ознакомившись с протоколом, не подав на него замечания, он, возможно, не выполнил своей второй, так скажем, своего второго правомочия и права, и обязанности. Если он не согласен с позицией суда по такому вопросу, то пусть он будет последователем в этих своих действиях и стремлениях. В любом случае, у него есть право обжаловать, если он считает, что чем-то там права его или его доверителя нарушены, необоснованно ущемлены, если и так далее.
Однако вот никаких таких жалоб или конклюдентных действий, которые предусмотрены уголовным процессуальным законом для адвоката, не согласного с мнением председательствующего даже судьи. Это действия, которые предусмотрены законом для того, чтобы оспорить ту или иную процессуальную позицию, которая не совпадает с его процессуальной позицией. Он этими мерами, способами не воспользовался. Но при этом он сохраняет свою, так скажем, точку зрения, что все эти судебные документы и акты это все некий произвол, который не согласуется с нормами действующего его понимания законодательства. Итак, опять же, возвращаясь к предмету и пределам судебного разбирательства, мы считаем, что разбирательство, поскольку наумом оспаривается только лишь решение Совета адвокатской палаты, то и сейчас в судебном заседании правомерно и абсолютно, так скажем, уместно будет рассматривать лишь вопросы, касающиеся процедуры разбирательства в Совете адвокатской палаты. А если он не согласен с тем, что как происходило разбирательство в коллекционной комиссии или на стадии возбуждения дисциплинарного производства, то, наверное, нужно было оспаривать еще и эти стадии дисциплинарного производства в своем исковом заявлении. Поскольку они не заявлены, то сегодня имеет место быть предметом судебного заседания только разбирательство в Совете адвокатской палаты Республики Мордовия. Так вот, в заседании Совета адвокатской палаты Республики Мордовия действительно также не было нарушено никаких процедур, абсолютно. В данной ситуации задавался ему, желает ли он ознакомиться с какими-то материалами дисциплинарного производства. Есть ли у него какие-то, все пояснения его были зафиксированы максимально полно в объеме, который, вот, я считаю, что буквально дословно зафиксировались. Задавались вопросы. Но вот отстаивал он и отстаивает до последнего свою точку зрения о том, что он в любом виде, можно сказать, максимально удобным и комфортным для него может приходить в судебное заседание. Но, на наш взгляд, все-таки эта позиция она не выдерживает критики по тем основаниям, что все-таки судебное производство это в определенной степени определенная форма, да? То есть мы приходим в зал судебных заседаний. Здесь действительно, как указал президент адвокатской палаты, вот суду надлежит при осуществлении правосудия находиться в мантии. Прокуратура, как правило, приходит в служебной форме. Требования нашего действующего законодательства в адвокатской деятельности адвокатуры и так не требуют от нас каких-то вот таких вот серьезных, действительных затрат или чего-то, чтобы мы действительно приобретали мантии там, или еще что-то, как это предусмотрено в цивилизованных странах. Достаточно приходить в стиле одежды, который принято называть в обычном, назовем так, деловом обороте, деловым стилем общения. Деловой стиль общения. И вот неужели это требование настолько сложное или настолько, так скажем, невыполнимое, чтобы его еще и не соблюдать? По нашему мнению, в данной ситуации ведь не само по себе нахождение истца в неделовом стиле, так скажем, одежды привело к тому, что вот, в итоге родилось дисциплинарное производство в отношении него. Нет. Возразить против действий председательствующего он мог сделать это в корректной форме. Он мог адекватным образом среагировать на замечание председательствующего, попросить время достаточное ему для того, чтобы сходить и переодеться, и снова явиться в судебное заседание. Я практически уверен, что в тот же день это судебное заседание состоялось. Наш город Саранск не Москва и не Казань. И здесь для того, чтобы в любую точку города Саранска добраться, требуется по большому счету не так много времени. Полчаса нужно, чтобы добраться в любую точку города Саранска, переодеться и вернуться к судебному заседанию. Нет, это только лишь вот личные, как по моему убеждению, амбиции адвоката, когда он по существу не среагировал надлежащим образом на законные требования председательствующего. Он стал пререкаться, утверждая, что он в нормальной форме. То есть, что это иное, что это может быть, если это не пререкание с председательствующим? Суд счел, что он нарушил порядок судебного заседания. Надлежащим образом на требования председательства судебного заседания не среагировал. Ведь среагируя по-другому, кто бы ставил вопрос о его отвозе в судебное заседание? Кто бы ставил вопрос об отложении судебного разбирательства? Абсолютно нет. Было ли это вызвано процессуальной потребностью для Наумова, для того, чтобы он, так скажем, вот эту форму его поведения, одежды, то, что он не реагирует на замечания председательствующего, это что? В защиту интересов его подсудимого, его подзащитного Алехина было направлено? Или в защиту собственных амбиций, что я вот такой, какой я есть, и воспринимайте меня такого, какого я есть. Я не хочу меняться в угоду кому бы то ни было, в том числе и суду. Но я считаю, что, по крайней мере, я так считаю, что в данной ситуации, да, есть такая народная мудрость,
в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Пусть, конечно, может быть не очень удачная аллегория, а суд, конечно же, не монастырь, но это тоже храм правосудия, куда нужно являться в надлежащем виде. Нельзя здесь диктовать условия суду. Явившись в суд, диктовать собственных условий суду, не связанных с защитой своего клиента, я считаю недопустимым, это некорректно. И вот в этой ситуации получается, что на заседании Совета адвокатской палаты всем своим поведением, всеми своими ответами на вопросы членов Совета Наумов вот выказывал, как раз таки отстаивал свою позицию, что, извините, я ничего не нарушу. Это суд сам сорвал судебное заседание своим собственным поведением. Он об этом продолжает и в своих дополнительных заявлениях утверждать, что он все в порядке действовал в соответствии с законодательством. И вот тогда у членов Совета, наверное, не осталось просто выбора и из других мер дисциплинарной ответственности, потому что мы просто поняли, что другие меры дисциплинарной ответственности, они не возымеют своего действия в данной ситуации. Что тут только нужно прекращать статус адвоката, поскольку, а как иначе? Он не реагирует, он не осознал вообще того, что случилось, не осознал того, что вот это его пререкание с председателем привели к срыву судебного заседания. Не осознал того, что опять будет происходить смена защитника в этом уголовном деле. И эти вопросы настолько серьезные последствия имеют, что их тоже учитывал Совет, когда принимал решение по мере дисциплинарной ответственности. Ну и кроме того, в судебном заседании вот еще чего хотелось бы коснуться. Вот по поводу возражений его, возражений или дополнений к исковым требованиям, как это рассуждается, относительно легитимности и нелегитимности, опять же, возвращаясь к вопросам легитимности Совета, членов Совета, ангажированности или заинтересованности других членов Совета в некой позиции. Но я, во-первых, абсолютно не согласен с такой точки зрения вот по каким причинам. Есть адвокатские палаты в регионах, которые, так скажем, численно недалеко отличаются от, назовем так, коллегии адвокатов, которые соединяют в себе подавляющее большинство вообще всех членов этой адвокатской палаты. Такие субъекты есть даже недалеко от нас. Это Ульяновская областная палата, там есть коллегия адвокатов, Ульяновская областная коллегия и адвокатская палата Ульяновской области. Да, там превалирующее большинство адвокатских палат составляют адвокаты одной коллегии. Конечно же, есть форма адвокатских кабинетов, есть и другие коллегии, но подавляющее большинство. И так или иначе неизбежно получается, что в органе управления избирается, так скажем, представители большинства. Есть и другие субъекты, я сейчас вот навскидку не готов вам сразу же сказать, но есть и другие. По-моему, Нижегородская палата адвокатов Нижегородской области тоже примерно такой же картиной располагает, но это же не означает, что органы, которые сформированы этими коллегиями адвокатов, адвокатскими палатами, являются автоматически нелегитимными. Нет, абсолютно такого основания утверждать не было и нет. В данной ситуации все члены Совета адвокатской палаты реально и адекватно оценивали все, что произошло в судебном заседании. Реально и адекватно мы оценивали, так скажем, то, как отреагировал адвокат на замечание, предстоящего судебного заседания. Мы видели, в каком виде и как пришел на заседание Совета адвокатской палаты при решении разбирательства дисциплинарного вопроса. И туда на заседание Совета этот адвокат. Но понимаете, когда действительно выкручивает руки, не оставляет никаких других шансов, кроме как принимать решение о том, чтобы прекращать статус адвоката. Никто никого не лишал профессии, какой бы то ни было, как в моем понимании. Почему? У нас вообще прекращение статуса адвоката не является безусловным, раз и навсегда случившимся. Вот чтобы тоже такого излишнего заблуждения не было, что это вот сродни смертной казни или там пожизненному лишению свободы, у нас вообще предусмотрен законом только срочный характер прекращения статуса адвоката любой меры дисциплинарного воздействия. То есть мы, согласно, опять же, поправкам последним в Кодекс профессиональной этики адвоката и Федеральный закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, Совет при принятии решения
по дисциплинарному производству о прекращении статуса адвоката еще и обязаны указать срок, по истечении которого они считают возможным допустить лицо к сдаче квалификационного экзамена. Поэтому в любом случае срочный характер. Это не есть смертная казнь, вот как вот указывает истец или его представитель. Это не есть некая такая вот крайняя форма, которая не позволяет в последующем в эту профессию вернуться. Но вот на момент, когда члены Совета адвокатской палаты разбирали эту ситуацию в Совете, вот, ни у кого из них не осталось сомнений, единогласно было решение, что, наверное, необходим какой-то срок, чтобы этот человек осознал и понял, что он сделал. Чтобы он осознал и понял, что в таком виде судебное заседание являться нельзя. Чтобы он осознал и понял, что если ты даже явился вдруг по какой-то причине в ненадлежащем виде, и суд тебе сделал замечание, надо среагировать надлежащим образом, надо привести себя в порядок. В конце концов, это требование председательства судебного заседания. Это форма уголовного судопроизводства, которой обязаны придерживаться все, включая и адвокат. И не случайно в своих возражениях я и в первых возражениях, вот, и в последующем я указываю на позицию, которую в этом вопросе Конституционный суд Российской Федерации формулировал, да, по жалобе граждан Перекирьяна Максима Арсеновича и Плотникова Игоря Валентиновича. Они уже обжаловали в свое время постановление Конституционного суда, вернее, в Конституционный суд постановление суда, которым в адвокатскую палату Свердловской области, по-моему, провелось частное постановление, вот по вопросу, касающемуся адвокатов. Они считали, что суд не может обжаловать или направлять такие частные постановления в адвокатские палаты. Но в этой ситуации мы сейчас исходим из какой судебной практики, из каких разъяснений, в том числе Совета Федеральной палаты адвокатов, что суд-то как раз вправе в любой форме отправить к нам свое обращение. В любой форме. Неважно при этом, просит ли он адвоката лишить статуса адвоката, возбудить дисциплинарное производство, или же он только попросил обратить внимание на нарушение действующего законодательства в процессе, допущенное адвокатом. В любом случае, любая форма его требований является поводом для того, чтобы это обращение рассматривать. Не рассмотрение этого обращения, даже если оно напрямую не содержит требования о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности, даже если оно не содержит требования о лишении статуса адвоката, оно бы в свою очередь свидетельствовало о том, что органы адвокатского, так скажем, дисциплинарного производства проявляют неуважение к суду, к судебному обращению. Мы не могли поступить иначе. То есть в данной ситуации повод был надлежащий, по этой причине дисциплинарное производство было возбуждено. А все последующие процедуры, они у нас носят неперсонифицированный характер. Это коллегиальные формы разбирательства. Хоть в квалификационной комиссии, хоть в совете. И вот если в квалификационной комиссии, помимо адвокатов, как указал уже президент адвокатской палаты, кроме 7 адвокатов есть еще и представители так называемой общественности, то есть других ветвей власти, это 2 представителя от министерства, 2 представителя от судебной власти даже, которые утверждаются судебными органами, и 2 представителя государственного собрания, да? То есть максимально открытая форма процедуры разбирательства в квалификационной комиссии. Только в Совете снова вопрос возвращается в русло адвокатского сообщества. Тут только адвокаты принимают решения. Но при этом, опять же, каждый член Совета действует исключительно из своих собственных побуждений, как член Совета. И вот действительно в данной ситуации никаких вот у нас, наверное, сомнений и возражений уже не оставило вот то, что адвокат даже не осознал, что он что-то хотя бы нарушил в данном дисциплинарном производстве. Он полагал, что все у него правильно, все у него нормально. Ну, извиняюсь, то есть они все сами виноваты, суд сам виноват, а я действовал правильно, действовал адекватно в этой ситуации, я нормальный адвокат и так далее. Не умаляя никаких прежних заслуг адвоката. Было там у него 3 оправдательных приговора или как. Это хорошо, это пример, это никогда, так скажем, не может являться чем-то отрицательным в его биографии. Но тем не менее, мы разбирали дисциплинарное производство на основании тех материалов, которые имели место быть у нас на тот самый момент. И вот еще раз отмечу, что никаких возражений или никаких других мнений относительно меры дисциплинарной ответственности просто не возникло. Именно в связи с тем, что сам адвокат никаким образом, так скажем, никакого нарушения в своих действиях, собственно говоря, не увидел. Более того, он всем своим видом демонстрировал и пояснял, что я еще вот такую форму для своего адвокатского кабинета учрежу, обязательно, чтобы вот это было, и буду ходить в судебное заседание, несмотря на то, что судебное постановление такого плана направляется в адвокатскую палату.
Ну, мы посчитали, что, наверное, не можем мы этого понять. И дали время подумать адвокату Наумову Сергею Геннадьевичу, что, наверное, вам придется в последующем, через 3 года, обращаться за повторной сдачей квалификационного экзамена для того, чтобы вы, ну, наверное, со временем осознали, что же действительно в судебном заседании 10 мая 2017 года произошло. Все, спасибо. А можно два слова? Подождите, вопросы есть? Вопрос у меня нет. Один вопрос, Ваша честь. 28 июня 2017 года, когда заседала квалификационная комиссия адвокатской палаты, велся один единый протокол заседания комиссии? Я могу только предположить, что да, но я не готов ответить вам на все 100%. Я, потому что членом квалификационной комиссии я не являюсь. Я знакомлюсь с заключением квалификационной комиссии. Если оспариваются какие-то дисциплинарные, то есть если оспаривается процедура самим привлекаемым лицом дисциплинарной ответственности, если оспаривается процедура заседания квалификационной комиссии, в любом случае мы бы истребовали протокол еще заседания квалификационной комиссии. Если бы он оспаривал, что не все голосовали, там, вот как там отражено, допустим, единогласно. Вот я знаю, что голосовал кто-то против, а вы утверждаете, что единогласно. Тогда бы истребовались все бюллетени, и протокол заседания Конституционной комиссии также имел место быть здесь, сейчас. Спасибо. Хочу сказать, Ваша честь, что на самом деле, вы же понимаете, что сегодня оспаривается не процедура привлечения на ум дисциплинарной ответственности, а сам факт. Он оспаривает сам факт того, что он обоснованно, по его мнению, необоснованно привлечен к дисциплинарной ответственности. Вот основная мысль искового заявления на ум, понимаете? Поэтому по процедуре ничего, никаких аргументов нет по процедуре на самом деле. Так, значит, когда вы скажете, можете представить эти документы, которые наличие которых оспаривается протокол, бюллетень? Минут через 30. Так, давайте так, через 30. Сколько сейчас? Ну, просто Сколько времени? пятого. Не поздно? Значит, объявляется перерыв А. до 8 часов 30 минут завтра. Пожалуйста, значит, о формировании подготовки документов, которые уже в этот момент оспариваются для чистоты, о формировании членов квалификационной комиссии документов. Это закон. Нет, ну какие у вас есть документы? Подлинники, копии сразу, чтобы все разобрали. 8:30. Протокол, квалификационные и бюллетени, копии, подлинники. 8:30. Завтра. Завтра надолго заседание? Не знаю. Просто у нас ходатайство будет, Ваша честь. Какой? Допросить представителя управления юстиции Степнова, Симошенко. Для чего? Не знаю, оспариваются. Что вообще Для голосовали? подтверждения какого Чтобы факта? голосовали бюллетени. Ну, вы принесите сначала документы, доказательства, что все это было, а потом мы будем решать уже данное ходатайство. Если есть необходимость, значит, будем еще раз собираться. Пока у нас доводы, что не было таких документов, Чтобы вообще конце нет. концов. Чтобы вообще нет. ну да. Ну да. Поэтому принесите сначала все доказательства подтверждения Так. соблюдения вот этой процедуры. Вот. Пожалуйста, подлинник копии. Еще вы, кстати, должны были вот подлинник вот этого документа, который вы факс сбрасывали. Выписку из протокола о назначении. Ваша честь, Ну, здесь нет. просто к этим документам, с вашего позволения, можно. Здесь речь еще заходила как раз про именной бюллетень, его форма утверждается решением совета. И тут я не вспомнил, ли он вообще решение было, где опубликовано и так далее. Тогда уж и решение совета. Все, что касается. У нас, правда, дела, правда, в отпуске, но... Ну, поищите. Поищите. Еще есть целую ночь. Целую ночь, понятно. Но если вы готовы принести в течение полчаса, Нет, бюллетени с протоколом, конечно. ищите. Все ищите. Конечно, 8:30 принесем. завтра. Перерыв. До 8 часов 30 минут.
Все. На сегодня судебное заседание закончено. Всего хорошего. Спешитесь у секретаря за перерыв судебного заседания. Олег, ты подожди, не уходи. Мне тоже расписаться. Да. Лучше. Угу.